приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся. Это işte aldı sigaz. Siga sabah нужда справить инчинаха долгумды. Кающий, очищающий бошлига. Это иман начин долсто, цюко долсто иду işte. Амга и алга чует. Инде просто до что боно, хани применить до. Да ба масабавы дон. Шаш нужда инчинаха. Зудреш ктючком что докдек. يو تقدش بودون إن مدي على تدش وقعدويت أشياء تدش وقعدويت ومشر إيدو تقعدويش دق إيش الصباح так бо эксположенат ант эма герт бодон Аллах любит Аллах воистину Аллах любит кающихся бо и любит очищающихся ишт бо тига. Amens ayetwa ulli ma yartadu hadis do paymari ayshin hunadin şeyden aşlolçena kar wahu kama sutra yeshushin paymars boş karan kama sutra yesh kar kwarta bul arbo ayshas Ламаз дечина хилизм, ламаз дечина дат му алди затарасу. Ламаз дечина он квак сати яош положение, ламаз дешхал. Додо же Аллах баз прямо же палатки тилатин Аллах база о маст паяцы улили уж хайохшла قال برستا داش حلق يا لوج شو اشياء قاي بايمر شو نماستا يشلات شكرش قالوك دي شو تاوش عايشت خز كرت كغوش проводила между его волосами свою руку короче бог бит бог Prezade diyaçu kuartat ya aşkaya payama ruh ayşık şey galok koyastich. Lamoş diyaş bono što bitti. Şey de do o şu prostitut. سوينا ايه هو حديثه ده وانا O merk dolçu diyaş da oksone. Da stören sa hadis duke. De ondak do verta. عندك ده دو حديث دو أسيك كنيجة عدش دو نسون كرو problem هريام صغيرة ناس دو يدشنا شو يازيج حكر وردقصون يدو دو دير حديث دو دير Osmanski imperiju učena cer Hilary Jacin zamak Jaci rezidenci Aşol, Sultan Aşol, Stambuli. Ot garemçur yoksun hod mezgçuğuç. Garemçur. Берешь до чего? Следующий делаешь, имею до покрываешь гаремил, и сташь лук, энты, да? Аллаху магенду хаумады против Аллаху магенду Да, да, сахар духа, филиал через духа, против, да? Это важный вопрос. Астади, знаешь, пока мы этот вопрос не решим, чеченский вопрос, где оккупация, вообще Укр, да, и тот и вяли цевель, касты не... Ученый шкат держим, духа ученый. Вот где оккупация, вот где оккупация мозгов ешь, да и умеете оккупированы мозги еще, Игум каста дичавое чеченское общество, и писали в подвешенном состоянии. Каста дичавое, тот и вяли цевель. Что важно для чеченского общества проблемы. Твои тоты, да? Да, он скест и оса дать, боду дать, да, серия очередных джихадовых, да, что им коется, да, шугур до хонды. И бодер дать, бош, и что, цун передачи, карма вер, да, два моваться, цун передачи, има вер, бош, да, вообще чхачта, что. Новый течение, ши топ хорю, а он ядно рити, мирити, бош, да? Это название что? Зero Osman'da ученый şu var, разногласия шло 4.
Давай. Единое мнение, я смог, разногласия еще было по этому поводу. Солнышко, Рави, это что, это хаете шаирна бобош больше разногласий олшкой. У кого вот во власти вот доминация сильнее, вот то разногласие и принимается. Если от эйрам такое ще разногласий целовес, хаете темница чухпус, тюрьма чухбул, це эйрам на бошу цаешь чубюхка, да из-за разногласий, представляешь? Тут не куал, да? Асек хачем, еще и то в психиатрический крич, даже гердуется, хищник ölиче лортяумадати, да представляешь, ще мне и цаведа али туа хаете, хавариджу, бунтару али, да, туа хаетена, воле, وأحمد بن حنبل غلون حسن تربيل يولش دواء خل باش ده تان چوبك علم نباخلش تان خليفة متى خلاش باش ده خونت بوي разногласия باش اتيجاج غادش باش قزع باش قزع شيء ثاني أغير سنيش ثاني قزع صفيش ثاني أغير قير ثاني اللي متاناس ديتا داغستان أبينو تشيخ واتر صوفي ووس أو باخك باخنا ربع الدين تعبول شارع أوبا واتر زود حاجة أبيات زود حاجنا زودريك القيش توي ما يعدو دونا İsa'na zero smet bakıyor. Uçuyormuş oluklar. Zero uçuyormuş şey laboratuvar şey işte. İspытание şey o çayış tolla şey. Давай. Да, yok территории, да, подземные цели. Kalay zırşıyor. Знаешь, kalay zırşıyor там. Zırşıyor. Да, أبيت زلاكينا حاجيك أبو كريل ريزيدنت إيوال باش تشو أصلا подземлю целый مدينة مكة العداس كيلومترو городаш داس целый наук изучать я ты تشو учил шалош да Ne oluyor? Çoğu içmeye. Собордеш, и Палестина, я туннель, что не акадери. Bu işte bu tünel şey oluyor da sekretni bazı şey uçuyor şey laboratuvar şey işte bu uçuyor da. Да. Hoş sıkıya taun, hoş tiriş bu mu çuluyor şu agaz laboratuvar şu işte. Юдер и науки да це да то керстна бомбит беш bu koş da это. Да, ну мог да цаягы, да. И дух, хош, да он иш дух. Ах, сфери Палестина ба, здесь по-любому. Истин парк цаяк, да, ночи почал, парк хрёл, я цалый цаяк. Да, я сделаю. Сахих Бухари, Доне, 382, 1209, Донцы. А муслимы, Дон, 512. Я хочу дал تعيق геркес видео да гола сачухим. Харам хума да из Палестина да эти шалды бар со. Сиг шардит на сиг дал дизой. Дел да бар. Хар юрунда да Палестина да душон ан. Представь, нет, Делта, вот там вода целую, серьезно. А Палестине боже, газет, жук в 2005 году цен шай индустрия адитан, свогина и кадр, цен ницер эрти оше, шай жук ти дамовца лучше, це теплич, це водоснабжение, це шай индустрия, وعقوسة ницер дуй хашаш عيبو باقي, хашаш одик عيبو باقي. Нет, сялхан генах соны крик, сялхан, что я это? Ценили ты идиотига. Ты хотела, что труба шхеда, еще ракеты косам олщать, лаборатория, сейчас подземность. Эй, что, ракетчики, я что, не хеда? Давай, вай баб сергадек, ты шалду барх, лаггал, хочу я он, дот, ваш, хенвот, дедин, короче, сахял дер. Ты что, ашук, мискарам, два шеяцериш, Палестина, дек, деду барх. Цан ода дод, едро. Да, нормально дот, адала. Так должен, машин донаш, да луж, короче, Палестине, машин, да луж, короче. Я с тобой перегирел. Радио, по ящик бе перегирел, машина, и це дайси, Але без лоха жизнь плохая, а лох цодуй. Цена Делда. Палестинец,
Палестинцу, а сдаться не чудертиес, она. Дик вехар версо бесплатно. Чего мовил освободил? كريس حين حديث حلو هذا يودون صلغا وانا اونليو شو خواك دعاتي شيك دعموات دقيق بخاري دوني 382 دقيق بخاري دوني في ناتة نول ديفيد 382 صحيح. دقيق بخاري شو زودك دون Номер Алан первый. 382 382. Он свой хаос собрал. قطع دون 1 209 1209 Sunca ładniejsza, sobra, szedł za oczy do ładniejsza. Вот он, текст 3, Хендинник. Она совершала молитву на своем постели, и она сказала, мы молились вместе с пророком, и кто-то из нас совершал земные поклоны на свою одежду. Окей. إذا تصوني وجدي شلطك Ну, номер бара. 382. 382 цаба. بعد عند وجدون 1209 1209 1209. 1209 Да, я знаю. Сахih Бухари, да? دون صحيح بخاري دون Сова дела. То есть, иснад линк. Авторитетный хадис есть. Я зашел к Хавсе, да будет доволен ей Аллах, и она сказала, знаешь ли ты, что твой отец не назначит преемника? إذا تصوني صبردين Бухари Дубариаз. Однажды, отправляя нас в военный поход, посланник Аллаха, да будет Аллах приветствует, сказал нам, если встретите кого-то, кого-то после... Авади, шандала. Ждух даже, нахуй, сатер номер что, ну по-разному должен. Кстати, Саудис Майла, шар хадиш хитсар до Майла 90%, еще несколько. Да, еще номераж хитсар عليه. خش شوي وجه. خش واتس. خز. Rango, jeg čujem mikrofonen, to var. Хамбуль-мамбуль швы кучу. Так, энты. Вот, литература по истории, чахтуэлевая. Вот, на сотки 7 век. Капошится до Кордисон, до Эр Волсон. А что? Тәрін. Тәрін әлік. Адық маршал. Тәрін, Аллахи нәният. Прям Аллахи тронт я. Видео jonsa jäkkan igineo. As tynkausitelu oo. Jo as Allah karhain so tronte asha jon video. Tynkaus mastia. Deldājāšu cēlīcību. Esam snīsbošu lauku otalīnom. Adēju otalīnom. Piderēs kīņu. Tur jo.
Še burboč, še poemar bo tie pagalēt, es an nachan te cerško, šule liels, prostitut kšušu. Eto še ješ da jedino. Šo ar molna šo prostitut kš. Eto. Ot te ajazin, zaze ajazin ek šo poemar halant, ja deutsch, halak šo poemar on. Et čo hadiš, da da khashin spoko maalar yuqi da dohor dubo. Šo poemar et wuj ugar khazkan talan nako yani. Še gučuači, Žebrailu, čua Žebrailu, ali šo poemos. Abardel terlo rod. So abardel terlo rod what oynu bohya, halal oqi. Halal ayastan ala hain. Abardel oyek etsek šo pitushok. Taran halal terlo what oynum şu ala otak buershayla. Halala oqi tagiyo. Az quwat oyn milu goyton. Hapoemar geluk wat oynom. Hapoemar geluk wat oyn grobane. Weet je? Shopoemar bo tie pagal geluk wat oyn pidaraz. Weet je, de hele dag geluk. Der geluk. Ondach. Sabarde de dag del sulnek te der daimo qrashnir. Shopoemar wat oyn gelu shobusob dinu boq. Ondach sho dini ahtam mach benakhil diz idana ambusоб khil diz itsakhl chqot onomi bo sho pidarastически dinu. Так получается hapoemar idana ambusоб tsakhil hapoemar idana ambusоб dina ahtam mach benatsa hapoemar qot oyn. Qiyatyo. Pidar shesh mayeryo. Satayb terlo tayb do asa tayb qot oynom shboge. Яло пидораз любой за терло чунти ояла. Хотия пагал цо цая со тагват хон любой терло чо. Воло ти оял лу соли хадаш со ир хавот чат терло у қуатайн хом шушо ала хотаг буершайла. Цар гойтер дон қуатайн хом милю. Тия пагал. Милу ранго воло мен швар бонит. Мен қуатайн хом газу ала. Цар шишант хишворио ял яло цаи ранго цаи менч гезрио ала отагела яло цар газ милу цар го цар хо газ yo отаба тасота гуат соло мен то газ yo al оло al цато я суега al чокент любой мен танте о любой терло чунте вайш луэш цар гезри милу qot oynamış mилу şundam götürdü. Milo haus, şey hol haus. Ha alel rango mensch gezri bach ya. Ne iskiteri soga. Alo. Hayo bas. Ha, zabardia mensch gezri ma boa boy. Ha bas. Boa Şatsa töt işana şmade. As gaz hapoemar bo as. Hodash sadat. Mo valo sada ol chuta ole. Ha wala olş aştut kon. Uta on ole pidaraz homayeril. Hont evena ve kolqas pederaz. Hamichawo so kabula o Afghanistan ayga ho. Hahudia shu pider Austria. Ha pider hant evich. Ha pideraz Austria yoy shol shmayat Allah yal gayt payma hadis paslatdin. Ha nahoi Allah huqa paslatdinek soat. Ha paslatdin ha Austria hada en prostitutk. Yeto kafir shirits da. Ha tag buerjayo zum haydin wo bog der shmayat so. Ha payma ent khwatish yol shat. Пидор, хапаемар уах отречься дашь, хадис дон, третий том сборник Абу Дауда, 2645 хадис. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников, среди кафиров. Хаудаен, паемар, ты хуат, ты пагал. А? Эллинс, худаен, а? Так моя чё, я хирая, ты худчик, так я сбор, да была, сори, да, была. Нахуй цумш. Вендетта Австрия шариат хвату венис. Шариат да хвату чан. Короче, около дадуя что Австрия. Маршал душук, массаги. Где маршал? Да, маршал. Да, вот эло мау савори да галан чважер мау шунер ихчи соцетин шук да вакуй мават. Со Аллах дабашек бау.
Это, что الخزخية нравится вам, не нравится, это ваша проблема. Он дальше садаешь голубой шалдайл хум шубо, чен что ца истхал ца так цалар что него. Это зикр де чарах соцавеш бош, цог де чен циги эн что ца истхал так яц, он дальше бусол бшмаиш шаиш. Что ца биш паемарс эл паемар антир дадел усо يقاميال دينول. شو паемарик бош يدينك حالات. شو يوري دينك، شو تخوتشين бош يوري دينك اش ليتس. Это садайша сите кичу гвац имел вала тонти дадел нохче ухсо со тайпан терло ух шуннир ихчи шу сондома дад единственный со вишу и да шу цата гец это проститут кшеш модердол Шариат хилли على цархо виру с большим удовольствием. Вот это шариат, да, просто. да десот терлош уга халх шишт улару босо шо русский проститутский шо паемар шо пидорастический умш тхотайп наш салил до тходайш тхотайп наш цасит и цакид шо русский исламский традиция шо шишантахи шо насили казали шо проститутк да шон меги тхой умш да це Сайтэпниц дек эйс люстер душон шо мариатиш сайтэпник со хума дицум до чусер вачон сходуют шо скиятур бу как раз таки иш такият байт арио лишу проститут шон дальч шо тетауи езори тони орьях келсули татар шо гонки шо проститут кшат хомуат аме тони аяржено шо тетауи езори тоуш қияч и тоуш қиятам қуйр нера яжедли шо нера шо дини это ли что? Полный дадел шо дин тира, шо Аллах антир, шо паемар антир. Маршал душу, хотя es dela vinde teršaviga uns er baba бяхком билаш обратно югом весу дой жуктисан вавien дой обратно попрощаться яхца еще весу шуню. Вот наха es daeldu вот наха куза чай даба танештина цигацашар хвату душаш شاشة أن شو بيخر بوش بلا أس absolute نوع ما يأله شر دعوتش دوي تان شر دوز يشتو بقلا دوي شر أيشان تو ديش بو أس خدا كافيش دعاله سيد الشرازة يتقديش كراس كراس قومنتر كو يأهم قيرقي هم مريل دلشوش بيو يحكي حقيام سيس سو نو سونش أولت أنا شاله 100% شر دعوت نتاحة يوخ شرط يشبه ناخ يوتصحو سن بيلو تعطون دعبالة تو كتعمدو كيف يشبات إش حباك يزربو الشرط شعيته خص حبا وربو شو تصوردو حوصردو شو الشرط شو داخ ناخدو يدات تعمدو شون غو الله يقرو غون دي уповать يزردو شون كافرش уповать мекштат шун потому что Allah запретил шун кафирский яхуман мегадат шун по тенью моего копья аль-хадис шун дуй достоверный вот شو شرط قيرشتو شرط ثاني داخل ناخدو داس просто حاج интерес يرسدوي اتشاقي عيتسدل ووش чучеч شرط изначально даже полномасштабно шариат таа но تعرف تجيب شيء هم در خطأ إذا شرعت تعلمت توب توانا عد توانا ألوينا تجوات تور دوي هو كريستي توش بيلش كيش هم تعيوش بعيش تاجوش تعيهم در إذا درسون تجي أشيل شو شيء سو коммунистическое северокорейское та إتى بشريعته أشياء نصونه точно 100% модель شو أكنوت دايت لا دوي شو شادش تقدون تخل شرع حتن دات полный масштаб шрак даже что просто шрак شو моде хо что чучу маштори гуш модуй просто вот на ха тигадоша не до шариата бывает то Россия шабашко вез Европе вет хава вез то юқуза бузмо беза дат вез пончет просто тут шоржоуши ин атиреларен зауши и хума да црош ожгоуши хока нохчи холок бир бухетё и бит тело жо дөрё это то нохчон шарқватош до ё и дахват до и бит тело жо ож гамагино хит мабтелла қари
У нас будет исламское государство, впервые нападем на кафиру бош. Шай дахдельс, шай паймарсан, ишь бидажо, цагада, ин юд майорш, нохче бидал буякан. Хаятё. قاريو نوختي هوش غوش يري العارم بيد دايت ريرج يش غوش نخرنال هو قار شاش غوش بينوش عاد ساعه قار نوختي قام قوسدو يو تلصرغا قياسن ابشا دو قام خلق ديت ديسنتون استاتكشي ايش استربيت اريل بروستيتوت كشيوش قان نوختي بونو بس قان اسقي بات نو قان عربو بقان ساوات قان نوختي بوتولات نو Яхкел сюлю юқете примерно халоца Джамбулат Сулейманова ишен духтырдиеттела шеқет маскан шақы хуалдия сауша коганин ранение но лоирерас вай коганин ранение шош ког бош ешола о муджаиду бош кол например Шамиль Басаев протезион атхну ичлела дуй например кик ког доч нахла тига инзер яқы чөншин нахла даже хо Амир Мансур бошот даг улли чой хла ше парат ат алхамдулилlah но изам бусубу алдатер цуны яхтагайта чи мо нош яхтагай бас кажется яхивал хум ди лоши дуй хош саца оч ала дижаста шкайчу 20 из-за того что бусуб хла просто вы ом тагуша боша что менталитетум хлартера هو صنعها اتماسك شو كوغا تشو خليسو اشتحالخي اشتاد запустить тире сейбях концу цигайсу ю дау дауерсу ю хавierсу бошту اتماسك шеш هو صنعها شابي примерно халоцер هو اتاوخ тамолу бош турцау из хуерцунц и хотер нисо бош чер молух из милус варандо бош تيتا is إذا حنو عليل بوش هنا حنو عليل شنت أرمك بزن هو دعتو هما يلش خانت أداش جرزوش هو تنشا هو تنع ترميناتر سنداتس كروتش غورا دعيت صحيت يشوش ألانون داخل يش يلش وريانت يلش شنت صحبترم تخيتش أرم بزن داش جرز دوش خانت أداش جرز دوش واو أنا دبرورنا كروانو يوم تعلمت هذه شدات يوغا مصطفى باشو نهن غازي تشاشي هنا على أصلا تيهر زاتو что ша муджаич герздюх нер эла и гарзан шиач яч гарзю хамига моду это попробуй даже просто цатхан муджаидин герздюх нала он хуоцун ха просто хавается вайт хажол дуй просто бепик был кяс даже илч не то что герздюх как хуже ду а даже هو беп был цунюк шгича хаво хога беп маицер адави ш адада шметик маю дуй هر واخينا أصلاً هان تير باشو هر ورن دو باش واخينا نا بيش بيشو حاستا غوتون نو قوش واشا تاس ناخ بوخ توجه تي بوسو فيجي أو تير أغوردات تا أبرزواني هما يوتر تو سوا دبرو ولا كرا وانا مجايشو اليل شا باشنا تا بطرون تخيش دوي إيشا история историш саит خاردوي شاش فيز بيش سان ستريچاس درца ديتسر شاش ليلو شو بالца بيستو اش إدي حق بودات يحصيتش هو تنا شين حالها ليبوش دوي يومشيلد نو هش элементарно شاشس دينات يشبات الله ورانشو باخ إما ديلون بناخ شاش صدشتول همش ناخ دي هم باش با الله يوزو يوق بايو вот сам цуке пробовал на бой на где бошга цадаш был на где الله يوزو يوق با я خير حالب مولانش بات на где бош шаш мо дашт хотя бы это ölüm هذا دلا هشون باستي هم داش دوي هش دائما تشكوا داش هم بوتي اخر دائما прокатить он да те да сашт öletse دوي اصلا هو بقى اساس спастись ديدو اليقوات اذا الواقع خلاصة يا شلون لون الواقع خلاصة شا спастись دلوش قوات إذا هو تنا حول على هو تنا كرابة تشوفوش بسنش إلا بلا نبرات حي спасти ويغيتش هو تنا ح он каечел мы веша спасать бош но вот дать скапкан чузу что просто понаблюдать и дахя мел 2 минуты ордудать и дах интереса дуй если массу кайфа ша помощь заблокировать что массу эура аланти уповать де бусушна де уповать де дуй бич и дах что интереса то бош мадацер вот на хуза понч саече
и сейчас хватит, что окончательно да, вот еще хули хаустуй, но именно цабах болтать если что сейчас а вот тут больше, а именно вот конкретно будешь, а вот туда хелхер больше, отсюда и تعمدوا عشان عبرتوا بيس بوسوشناخ и да вот те больше, ветхли гват, оштябы улы вот наша масса агентство да шаша да что да же хаусти за душу. За то, что Аллаху Алекса да шашу где больше, шаш задние алардуй, за дезертирство дуй, наказание мою, трибунал мою, одунете халиш даже кефиршию. Цана джихада на буктуана, вот на хашар ан буктуана кафиш почалвет давона алла, шаш татикаш мети тяга спроси езаришу, шубусу веживиш болта дуй. И что м душу? Аллах стигал баса, убийца, бич, а ты нахуй, бля. Чего я нашелся пациент обратно? Ты же был нормальный вроде. Привет, Крис. Ты же вроде нормальный был. Да, ба. Зарт. Мы с Привет. тобой сидели. С тобой сидели, обсудили этот твой Коран. Че тебя опять тебя понесло, не понял? У него сегодня Вот из-за выходной. вендетты, вот из-за вендетты, из-за... Сколько тебе комплимент дал, блядь, ты малохольный, блядь. Ты опять начал? Из-за У него вендетты, вот сегодня я тебе серьезно выходные. клянусь скажу. Он по выходным так расслабляется. Тебе что, опять головой об косяк С ударить, работы что ты пришел. вернулся? Не было у меня. А. Я косяка не курил, давно не курил уже. Я Все завязываю. уже. А с тобой сидели целый вечер, так Вендетта мне спокойно. посоветовал. Дошли до Смотри, точки. Малаханы, дослушай Ну. секунду. Вендетта мне Малаханы опять. посоветовал прочесть суру, короче, внимательно. Ну, конкретно, чтобы внимательно. Суру, Ну. подожди, Имран, семейство Имрана, что ли, да? И потом какая там была, корова, короче. И клянусь, когда я вот эти обе суры, конкретно я каждый день, всю неделю на работе слушал в наушниках именно вот эти две суры. И валлахи, я больше убедился, Валлахи. что именно жиды это и есть кафиры, понимаешь? Слышь, Крис, Сыны Израилева, что ты именно представляешь? что вы и есть кафиры. Все, тихо. Ты уже наговорил здесь, все, тихо. Ты же не покажи, что ты пацанутый. Крис, прикинь, братан, он сидел у Локи, мы сидели с ним, разговаривали весь вечер спокойно. Он как маленький мальчик сидел на вот это, знаешь, так ручки поставил себе на коленки и слушал нас внимательно. Слово Мы дал, его- что не буду материть Всё, вас. всё. И все. Вчера, Правильно, сука, молодец. Анна тоже была. нахуй. Тихо, Когда я блядь, снова там опять ничего я не пойду- буду говорить. Тихо, блядь. Поднялся, начал тихо, пиздеть, ша. блядь, нахуй. Усатый Ну, пидорас, чё ты опять блядь, тебя унесло? толстый, блядь. Ти, спокойно, подожди, что ты опять? Успокойся, возьми вот, Знаю, вот что могу воздуха. 2-3 дня нормально выспаться. Теперь я буду вас конкретно покрывать матом, нахуй, Ты блядь, будешь пока не достану до сих вас. пор. 2 года Ты у вас будешь- еще есть, я вам клянусь, отвечаю. Вот скажи мне, Абдулашка, что тебе Один опять? старый хуй, блядь, Бог Кирилл, блядь, зашел. Ванька Станька, я тебе говорю, один день привел его в чувство, до сих пор опять понесло. Я тебе, Кончита, я тебе Уставший дал был. комплимент О. перед всеми, блядь, слышишь ты? Что ты меня позоришь? Я комплимент дал тебе сегодня, спросил у всех. Вот прикиньте, мы с Гузаром сидели весь вечер спокойно. Он рассказывал, что ему на попе сделали татуировку инопланетяне. Как там это? Что тебе сделали? Какую там наколку? Луна Знак- там у тебя, луна. На лбе Знак у тебя две иллюмината. дырки там. Не, Да. это знак иллюмината сделали ему. И вы сейчас тут прикалываетесь. А типа, ты как- сидел Ну весь если вот вечер это, ну спокойно. когда вы узнаете, что это правда, что Хамдулилля, вы будете делать? Абдулла. А сейчас понесло тебя опять. Ну, что с тобой делать, скажи мне? Вот что с Просто тобой делать? пришло еще одно знамение. Клянусь, валлахи пришло. Опять Именно знамение. 23:40. Да, 23:40. И мне было сказано, зайди, короче, Коран, посмотри, короче, 23:40. Подожди, какая это была сура, теперь я забыл, короче. Ну, можете посмотреть в интернете, короче. И вы сразу же поймете, короче. Именно о вас там речь шла. Кто Короче. говорил, что и имамы Секунду, я во всем сейчас это скажу вам. помещают? Сейчас скажу, Вы видите, подождите человек- секунду. Человек говорит, что он прочитал Коран, и он превратился таким. А вы говорили, что какие-то имамы из них это делают. Он просто Да, Коран он прочитал, сказал. ему хватило. Он же сказал,
Я ему говорю, я ему сказал, спросил, малохольный, а вот почему ты не любишь евреев? Он говорит, как? У меня в Коране это написано. Он мне говорит, слышишь, ты представляешь? Ну вот, я про это все время и говорил, что никакие имамы тут и не нужны. Тут один Коран прочитал, он только 2 суры прочитал, заметьте. Только 2. Если он весь прочитает, вы представьте себе, какой из него там Т-800 превратится. Мусульманин Т-800. С Гатлига будет бегать налево-направо. Смотри, смотри. Давай, куда смотреть? Давай, смотрим, давай. Начинаем. Начинаем лечение обратно, заново, давай. Ложись на кушеточку и вперед. Сказал, очень скоро они будут раскаиваться. Это речь шла о вас, короче, понимаешь, короче, именно в этом моменте. Где было сказано? Так что у вас есть... Стопе, Я тебе сказал, сура Аль-Му'минун. Аят, вперед, давай, заряд, давай, как надо, давай. Как я тебе учил, вперед. Напиши 20 сура Аль-Му'минун, 23:40, короче. Там, конечно, может речь идти вообще о другом, но в этом моменте это же речь шла именно о вас. Это же о другом, вчера. что... Аят какой? Номер какой аята? 23:40. В этом я имею в виду вас кучка, ваша кучка вот этих, короче, долбоебов, блин. наверное. Скажи мне, а ты узнал, Не что... уверенно он говорит это вообще. Ну, надо Да. чуть-чуть Ну, он учится. Дайте ему. Наверное, я тебе сказал, я 50-й правнук, бля. Вы передо мной, бля, мусор, понимаете, бля. Вообще на 50-й вас чего? хуй 50-й ложу, кого? бля. Чего? Подожди, стой. Там народ Азут еще Ты можешь пробегался, записывать, бля, да, ты можешь записывать. Вы на самом-то деле, бля, вы типа, короче, говоря, что я малохольный туда-сюда, бля, вы на самом Ты деле знаешь? не пробиваете, короче, дорогу, понимаешь, вот и все, бля. Скажи мне, Дорогу а почему... в Израиль, чтобы я освободил от вас, Израиль. Подожди, Да, ну, тут гора. на арабском, подожди. Пиздулей дали в Албании, да, хотели Тихо, Албанию. не матеряйся. матерись. Озар, тут на арабском нету ни одного слова, говорится на арабском. Тут сказано «Ола амма qalilin лаюсбихуна надимин». Яхуд, да, тут нет ни одного слова про евреев или Бану Исраиль или Яхуд. Нету тут Я тебе не такого. говорю, что именно. Напиши, как я тебе сказал, сура Аль-Му'минун 23:40 напиши, вот и все, по цифрам, вот и все. Тут даже Ибн Касира, тут говорится именно вот этот аят, я посмотрел, 40-й аят, да? Му'минин. Вот смотри, я даже тафсир, Садись 2. я тут даже тафсир прочитал. Тут сказано, тех, кто Аллах сказал, осушает... что толкование тоже неправильное. В Коране это написано. Подожди, понимаешь? Вот эти тафсиры, они неправильные. Тут Будь Ибн они Касир... правильным, то нынешний Тут Ибн Касир, Дота, Озар, тут Ибн Касир, тут говорится, те, которые, держи руку, хавуна халатсанки, хавуна Дота халуч, халатских бас. как раз Атюксон, что у нас. حقيدش شا голубой غلط هو أنا حقيدش Я это на признаваться мне модеду я хай ориентацию до кайлам дица дара терапии веча дац. Ты буду говорить, давайте аргументами, что там. Делда. Нормально, камера шо. Нормально диалог я чё. Эр мосс бёрсак дани сога шо. Без мата, без смеха, давайте спокойно разберемся. Не, я прочитал, что в этом аяте не говорится... Я за это буду вас опускать, понимаешь? В суре верующих говорится о тех, кто ослушается Аллаха. То есть о тебе. Именно о тебе тут говорится. Тут нету яхудов. И тут именно про тебя тут сказано, который ослушается Аллаха. Тут не только яхудам, тут ты же не яхуд, ты не я вас имею в виду, именно тебя. Окей, ладно, оставим. Вот заметь, Узар, смотри, заметь. Когда я читаю Коран и там вижу аяты про кафиров, я понимаю, что мусульмане это есть кафиры и мунафиры.
для этого, именно поэтому в Коране говорится, для размышляющих, понимаешь? Вы размышляете. Вот я размышляю, вот ты, допустим, ты колбаса, да, и поэтому ты вот так размышляешь, вот понимаешь? видишь, как ты по-голубому это размышляешь. Ты размышляешь по-голубому. Ты не хочешь? Я из вашей компании, я скажу честно, из вашей компании сунул голубой хлеб, ЛДДшный голубой хлеб. Подожди, кто там еще был голубой, бля? Сабр бля. Короче, пару человек у вас точно голубые у вас. Я серьезно представляете, мне стыдно и срам просто. Чанцам не представляю себя, вообще мне на это наплевать, это я пофигу, чеченец или ингуш или ладно, тогда все. Ты, короче, чеченец, все понятно. Это вам должно быть, короче, радостно, то, что я говорю на вашем языке. Если ты чеченец, то стыдно мне. Гузар, расскажи им историю, что прилетели инопланетяне. Тебе набили на попе эту наколку полумесяц. На плече, блядь, малахольный чешок, блядь. На плече. Не на попе? На плече? Я не помню уже, расскажи. Брызнул спермой, блядь. Давай, расскажи эту всю историю, Да, мне интересно. Дай мне дальтонику прочитать. Пришла, поднялась, тоже хочешь. Мне наплевать на чеченцев, он сказал. Мне наплевать на чеченцев, он сказал. Подождите, ребят, что ты пиздишь, блядь, провокатор, дальтонику, блядь, который безвкусный, видит зеро, голубой блядь. цвет Я он повсюду. зеро, блядь. Ты сейчас это сказал. Гузар или как Ты тебя сказал. Зеро, дай я прочитаю. Да, блядь, закрой рот, Гузар. член свой, блядь, нахуй. Дай я почитаю. Перестань вести себя безобразно. Я сказал, что я сказал. Латышным, блядь, с этой жопой, Мне блядь. стыдно Можно за него, переместить я его, сказал. эту. Он Так, сказал, Сва, пошел напугал нахрен меня. отсюда, бля, арабская проститутка, бля. Иди у Подожди, себя в я же мечети, ему как стих свой хотела Мухаммад гребаный, прочитать. блядь. Там будешь это материться. В мечеть иди, сука. Я ему хотела стих прочитать. Зеро, подожди секунду. Гузарчик, ты там внизу еще? Я тебе стих сочинила. Слушай. Он мнит себя источником канонов, в чужих делах выискивая ссор. Но среди сотен мнимых бастионов его удел убогий кругозор. Слепой к науке, глух к чужому слову, он правду мерит мерью своей и заменяет ветхую основу потоком глупых ветреных идей. Пусть громко лает, эхом отвечая на то, что не дано ему понять, мудрец пройдет, его не замечая, чтобы время на невежду не терять. Поэтому иди, раб Аллаха, не будем мы Вот на можно тебя я одну время вещь терять. скажу? Вот одну вещь скажу. Это вот первое, это вот мусульманы, которые здесь сидят. Если у вас знаний нету, если вы, здесь конструктивный диалог не получится. Если Аллах захочет, Он откроет для них сердца, и они поймут. Если нет, то нет. Так что здесь зря свое время не теряйте, им актив не давайте. Это первое. Во-вторых, иншаллах, вот вы сами прекрасно знаете, у нас независимость будет. кому Мы пожелает. джихад будем делать здесь. Аллах мне обязан, потому что я про его религию рассказываю как есть, а не как вы трусы, скрываю ее от евреев, от христиан, от других религий. Вы трусы, вы не говорите, как сказал Аллах и пророк. Что сказал Аллах в 9 суре 29 аята? Правильно, убивайте их, пока они не веруют в последний день у Аллаха. Заставляйте их платить джизью в униженном состоянии. Вот это эпант эрло уксо. Нет, ты у мамы спросил, можно ли джихад делать. Ты сначала у маменьки попросить Я не обязан. Оборонительный джихад это против русских. Хуаба, где это оборонительный джихад? Мое пропитание находится под тенью моего копья Бошьец. Огдуешь ли, Аллах, поэмор? Оборонительный, копье худа. Ты говоришь, что мы рабы этих арабов, но сейчас посмотри. Да, мы рабы арабов и русских, которые вам эту религию притащили. Чья здесь культура? Посмотри, здесь русские везде ходят, здесь что угодно они делают. 300 тысяч твоих собратьев 1600 мечеть русской культуры. 300 тысяч. 1600 мечетей это русская культура. А? Везде русские флаги, это русская культура. Русский язык, который мы знаем, да, русские и арабы там полностью вытесняют все чеченское. Русские и арабы. Вот я тебе сейчас один пример приведу. Вот по-братски не перебивай. Можно будет? Смотри, вот здесь во время шейха Мансура чеченцы знали почти Шейх Мансур, а шейх яц ногчи, у чеченцев никаких нахрен шейхов нету. Откуда ты взял это желание Батиста Баэты? Это не наши адабы. Пидораз.
Петя, засланник. За шейх Мансур, я успокоюсь. Я приведу пример. Шейх. Ногти мастах, шейх хули. Эй, шейх хую вообще. Шейх хую. Хую шейх. Дундук yok. Дундук, хайок нахрен. Ногти мастах, шейх дуашду. Ду. А? Дер дацк. Дер дацк. Ногти мотан Дер машин дуй. дацк. Ногти мотан Хуболду дош ногти машин дуй. мастах, шейх бог. Хуболду. Шейхи. Это Шейх предводитель, хую вообще. глава. Ногти мастах, шейх дуашду. Англицизм, знаешь, что такое? 60% Эй, русского языка ногти это мастах, шейх заимствованные слова. дуашду и боцовик. Ду. Дуя дацк. Принц ду. Дер дацк. Дер дацк. Машин дуй, ногти дош. Машин дуй. Машин ногти дуаш, ну це боцу, шейх ногти дуаш, дац бо. Англицизм это то, что мы у других Алло, людей англицизм переняли. Это стоит, нормально. что? Ну, Какого подожди, дай нахрен мне пример вы вообще, привести, бля, дай мне тебе шейха аналогию притащили? привести. Откуда Хорошо, он ты взял прав. с неба? Всё. С луны Игорь, свалился? дай я Откуда тебе шейх пример у приведу. чеченцев? Всё, Алло, молодец, у дай я тебе чеченцев пример. никаких шейхов не было Успокойся. и нет. Нету. Хорошо, проблем нету. Смотри, когда 500-600 лет тому назад здесь люди знали, чтобы с дагестанцами разговаривать кумыкский, некоторые знали османский, арабский, другие. Наша национальная одежда не вытесняла это. Наш язык не вытеснял. Мы писали своей росписью. То, что сейчас мы пишем русской вязи, да, латиницей, до этого кириллицей, нам за 20 лет 2 раза поменяли языковую вязь. 2 раза. Мы даже не понимали тех, кто нам до этого 1000 лет тому назад писали. Это Какой во-первых. они Во-вторых, поменяли, о, письменность менять, о, башня юга, чирк тут, аяк, о, что исторически. Вот. да, да. Окей. Тогда почему ингушей не убрали башни? Почему ингушские башни не убрали? Потому что именно они, ты смотрел вообще историю, каково было. Они как Башни только не ушли- убирали, там ширка нету. Потому- Какой ширк? Это оборонительные башни. Потому Это будет что они джихад против русских сбежали, вести. потому Да, я тебе что закончу. ингуши сбежали от таких, как ты, и сумели Я как-то хоху жихад сохранить свое. бил, чё, квертен, ты кай жихад Против был, русских хубок, джихад ну. делают. Чтобы за Ху жихад, независимость. ногти мата, галы мата, жихад дил. Бля, Хазават, что вообще дундуч, Хазават. бля, что хуй, та газовать, я газовать, джихад дед. Туам буше мах, бля, штемлой, бутур Нет, Том это просто война. Джихад. Просто война. Уникорн- Хазават это священная Можно, война. можно, Вендетта, можно я уникорна спрошу вопрос? Просто я не знаю чеченский язык. Скажи, пожалуйста, до того, как ислам пришел, если кто-то нападал на ваш народ чеченский, как вы это называли, оборонительную войну? Вот на вашем языке как это называется? Блин, вот, честно, я не помню. Я вырос среди русских, вот, так что вот так вот. Сейчас я в Чечне живу, альхамдулиллах. Ну, до этого Русские уже, сейчас я в мусульмане, Европе живу. русские Так ты мусульмане. понимаешь, в чем проблема? Что с одной стороны русский перебил вам свой язык, с другой стороны ты говоришь альхамдулилля, и тоже то есть джихад ты знаешь на арабском. То Смотри, есть можно я от тебе своего одну вещь языка скажу, Стелла? проблема, что от своего языка ничего не осталось. И это очень плачевно. Нет, это вообще совершенно не так. Я свой язык плохо знаю, но я его опять же сейчас учу. У нас наоборот, любой малый народ возьми в России. Российская культура, она имперская культура, она утесняет все другие культуры. Но в Чечне вот она хотя бы вот как-то вот сохранилась. То, что вот хотя бы вот как-то она вот пытается имитировать свою жизнь. Вот хотя бы как-то. Ты даже можешь посмотреть, даже любая страна, которая была когда-то в советской оккупации, да, в СССР, она там везде доминирует русская культура. Даже вот эти вот, я не помню, там Литва. А сейчас даже то же какая самое. культура там доминирует? Русская Сейчас культура доминирует. Арабская, там какой там? Где русский? арабская? Ой. Там она, где здесь Хиджаб, оккупанты? хиджаб, шкверти, абарде, бля, что, дебил, хиджаб, может, ваш русский культура? 700 лет мы это носили, 700 лет мы это носили. Не хрена, Проблем нет. ахуй, 20 лет назад, да, сюрч, говорите, ахуй, чувак. А Ахуй, я 700 лет, мунт, чувак. блядь. Это вообще то, что нам что СССР пидорас, хаял, привезли. пидорас, айло, что нахуй. Может быть, у них отдаю. что он не знает, что... Айло, что тебе пагал, 700 лет. А в Дагестане проститутка, вот как раз у вас 800 лет стоит база Аллаха в Дербенте, проститутка дагестанская. Вот вы носили, ваши матери хиджаб носили, вы своих двоюродных сестер никахали, у вас это нормально. Иди туда, Дагестан, и там строй шариат, пидор. Башни во время войн полностью все взрывали и разрушали. О чем он говорит? Вендетта. В Ингушетии войны не было, поэтому чеченские башни разрушены полностью. Саусугееш говорит,
Ты кехт, он шо босугис. Вот он, походу, ходи, ждет шварца, походу, не знает, что 3 камня получается. Он чеченец или ингуш, я не понял. Вот внизу один олень там, как его, Пантагон один, пантерез. Мне кажется, Виндет, ты очень резко его спустил. Может, все-таки есть над чем работать? Ну, есть с кем Давай его поговорить. поднимем сейчас. Это. Вот Стелла классную тему, вопрос очень, задала. Интересный вопрос. Это получается, На что... самом деле, он это знает так и получается. исламские истории. Потихонечку стирают язык, потом какую-то культуру, да, там, одежду. Это все потихонечку делается. То есть, получается, русскую историю он знает. Диалог есть, он Историю он будет знает. вести. А то он как пулеметчик, болтает и все, ничего не Не, ну останавливает. мы сейчас его успокоим, Получается, русскую историю он знает, исламскую историю он Блин, знает. Леон, как исламскую ты он знает. успокаиваешь этот Гулизар, или как его там зовут, блин, дальтоник, который везде голубых видит. Уже год никак не вылечишь этого дальтоника. А он неизлечимый. Тут диагноз сразу к стенке расстрелять. Нет, с Унюкома, может быть, есть шанс поговорить нормально, но Вот он не сейчас вот, матерится можно я хотя одну бы. вещь Это- скажу, сейчас на повышенных тонах не будем общаться. Не-не, вы не говорите, нужно. вот Давай, смотри, Никол, Стелла, давай ты на сначала самом деле не ругаться, ладно? Хорошо, Секунду, я тебе я кое-что тебя услышал. скажу. Вот, Стелла, на Чтобы самом мы деле на ты сейчас уважении, хорошо мы можем быть подметила. разных мнений, но главное не оскорблять друг друга спокойненько, ладно? Хорошо. Стелла, смотри, ты сейчас вот хорошо заметила, постепенно культуру убирают. Вот смотри, какой процент чеченцев знает русский язык, который нам был всегда вражеским? Больше всего проблем у нас было именно от русскоговорящего населения. И какой процент людей знает арабский язык? Я здесь не вижу арабской оккупации. Вот даже вот Вендетта сказал то, что это про то, что он говорил, то, что посмотри на фотки 20-летней давности. Эти фотки, которые были из-за того, что нас оккупировал СССР. Советская культура полностью Хорошо, вытесняет давай с любую другой другую. стороны посмотрим на эту монету, которую ты говоришь. На Хорошо. сегодняшний день большинство чеченцев, которые приходят, я не вижу чеченских имен. Я вижу Ахмад, Ибн Махмуд или еще всякое такое, да? Я вижу арабские Сейчас- имена. сейчас я Почему-то тебе на это ребята свои имена забыли, именно национальные. Смотри, сейчас я тебе на это отвечу. Когда был пик ислама на Кавказе, это времена Байсангура, Бинойского шейха, Мансура, там, Берса шейха. Вот эти вот все времена, наша культура, она никогда не вытеснялась. У нас были свои времена, ходили спокойно масхуды, там, дейси, по улице, там, проблем не было. Вот даже, например, вот если мое имя брать, Масхуд, это исконно чеченское имя. То есть в исламе нету того, что одно имя доминирует над другим. То есть такого нету. Вот, например, вот у меня есть родственник, его зовут Саид Мухаммад, да? На чеченском Саид Мухаммад. От того, что он Саид Мухаммад, а я Масхуд, от этого я же круче него не становлюсь по исламу. Так что это у людей просто ложная предпосылка и все. Ты сейчас говоришь, что ты где живешь? Ну, до этого я жил в Саратове, потом в Грозном. Но сейчас у меня проблемы... Вот, например, если сейчас ты в Грозном на улице выйдешь, Ну, да? я Вот не в просто Грозном. пообщаться с ребятами. Ну, когда меня ты был кадыровцы последний раз Ну, там? короче, мой брат поехал на Нет. СВО, на Ты него сейчас где живешь, Уникам? в Берлине. А что ты уехал у вас? А что ты Смотри, я уехал? сейчас тебе объясню. Моего брата, Ну. короче, поймали кадыровцы. Они сказали, типа, иди воюй. Он, типа, как только автомат получил, убил тех, кто, короче, с ним в окопе был. И, короче, в плен сдался. Ну, он не хотел воевать, его заставили. Что ему еще делать? По исламу, если он на этом бы остался, он бы не мусульманином стал бы. Ты имеешь в виду И сейчас вот на потому СВО? меня сейчас начали кадыровцы грузить, мне легче было уехать. Ты имеешь в виду то, что на СВО, да? Да, ну его отправили на войну с Те же Украиной, свои? он убил тех, кто с ним в окопе был, и сдался в Давай. плен украинцам. Давай сделаем сейчас диагностику. Тебя свои прижали к стенке, да? Не И свои, ты из-за них... путинские. Не-не-не. Русские. Ну это же... Подожди, не, оставь русский сейчас. Тебя свои мусульмане... Леон, ты почему никогда не слушаешь до конца человека внимательно? Серьезно, послушай, он же тебе объяснил. Стелла, все, что он говорит, это другое. Давай по сути говорить. Как другое? Но ты же Тебя- его не знаешь, он тебе про Ну, себя... хорошо. Ну дай пусть мне с ним говорит, всё, поговорить. оставим. Да. Тебя же свои, не путинские чеченцы свои прижали, правильно? Смотри, я тебе сейчас на это отвечу. Нет, Кто им нет, дал ответ такую да или власть? нет. Кто им дал такую власть, такую безнаказанность, то, что да. они ходят как хотят? Вот и не начинается, конце просто концов- ответь на этот вопрос. Кто им дал В конце такую власть? концов, я спрашиваю, тебя в конце концов свои прижали к стенке, правильно? Не, Не, русские еще пришли. один момент, Леон. Это Я если знаю, там что ты шариат, если там будет, ты знаешь, что с тобой сделают? А? Что?
Давай, говори. Вот, если ты не примешь один аят или хадис, тебе головку нахрен срубит. Да, То же потому что самое не может быть русский, мусульманин, вместо если ты не русского мира у принимаешь. тебя будет арабский закон. Ты будешь арабским рабом вместо русского раба. Какая тебе нахрен разница, быть А русским то есть рабом тебе или нравится, да, то, что арабским? быть рабом? Хорошо, смотри, давай я тебе Алло, так скажу. ты Это будешь рабом арабов, ты будешь фатхой, ихние фатхой, которые будут присылать тебе гребаный араб в халате вместо Путина. И ты будешь полностью делать то, что он скажет. вот сейчас ты вот Да, хорошо да. сказал, на самом деле, Вендетта. Сейчас я тебе вот Какая объясню. тебе разница делать то, что говорит гребаный араб или русский? Смотри, вот Он ты говорит, сейчас ты вот Вендетта, хорошо Смотрю. подметил. Вот Услышь, смотри, не, услышь, можно я сейчас Великом, скажу, подожди. Леон? Подожди, Чуть Великом, терпения услышь. немного, я первый Вот начал говорить. терпение, я тебя дополню его. То, что Вендетта говорит, что ислам и русская идеология сделали свое дело. Поэтому я тебе задал вопрос четкий и ясный. А другие что не понимают. Тебе приезжали свои мусульмане. Они не Свои, мусульмане, которые... клянусь Аллахом, они не А, мусульмане. почему это не мусульмане? Они Смотри, так же, потому что в так же исламе есть Коран понятие читают. как вероотступничество. Вероотступничество. Не-не-не, Сам да, факт того, это- что он госслужащий в России, он уже вероотступник. Секунду, он Коран читает? Читает. Ну, нет, конечно. Он ходит в мечеть? С чего это Как бы это нет. С чего Как ты бы это это нет. взял? Они С чего все ты это бегают. взял? Подожди, Это Леон, а первый- то, что он приехал в Европу, тоже вероотступник или нет? Нет, конечно, потому что Что ты у меня так фишер делаешь? случился, Да. у меня Конечно, вынужденная. да. Конечно, да, потому что Аллах говорит про это в Коране. Есть хадис. Да, да, вероотступник, Подожди, конечно. Аллах, подожди. Аллах и пророк отрекаются от мусульман, которые бегут к кафирам Я написал, просить вон, в их чате харчи. написал я. Я не причастен. 6 отрекаюсь от любого. аятов. Да. Ты послал нахрен 6 аятов, поехал в Европу, и сахих хадис пророка, в которых Аллах и пророк отрекаются. Это вера не то, что Ну, вера дайте мне отцу. теперь я скажу, вот Алло. вообще даже слова не Они могу сказать. даже лучше, чем ваше положение, потому что Аллах о них там, Аллах говорит о вас, которые побежали с поля боя. Вы же хотели там шариат устроить, мусульмане. Всё хорошо. Вы же хотели исламское государство, жить по законам Аллаха. Мы первые не пойдем на кафиров, будем их убивать. Вы сами первые сбежали. А что говорит Аллах и пророк о тех, которые повернули спиной к джихаду? Уже третий раз об этом Правильно. тоже говоришь. Он их никогда не простит, и они попадут в ад гребаные. Понимаешь? Всё, дай теперь я Вот скажу. вы все балаболы, все мусульмане до единого балаболы, трусы. Все, теперь выключи. Смотри, во-первых, ты сейчас сказал все трусы. Если ты сейчас живешь в Чечне там или где-то еще, где бы ты ни был, там по-любому мечеть есть, подойди к человеку, скажи, что он трус, это во-первых. Да, А ты выйди в Чечне, скажи, что Путин пидорас. Мечеть ходить даже не надо. Давай. Не, скажи. Путин трус хотя бы, скажи, Давай, и все. давай. Зачем Да, говорить? да. Путин трус. Смотри, теперь вот дальше. Смотри, ты вот на самом Да, деле... дальше ты покажи очень- нам какой ты муджахид. Выйди, Да, скажи, я что я подожди, не дай я скажу буду, вообще, я да, не да, буду, мы сбежал я оттуда. не буду жить под Да российской всё, короче, конституцией. Я пусть хочу это что там шариат, будет, смотрите. скажи. Давай, Вот что он мужчина сказал, он будь. говорит, он Мужчина берет будь, аят давай. какой-то хадис без контекста, Смотрите, без исламского понимания. он То есть сам что, в чем сбежал проблема его? оттуда. Его проблема это Заметьте, логическая предпосылка ложная. заметьте, Он думает, что он каждый сам... хадис и аят он воспринимает. Он сам оттуда сбежал. Теперь, говорит, поезжай в Чечню. Сам сбежал оттуда, штаны свои там оставил. Угрожает нам тут уже Европе. Он не был мужчиной Кем я? поугрожать там. Он там вообще не был Европейская мужчиной. культура. Кем? Его там полностью, короче говоря, отпинали, как драную собаку. Он оттуда сбежал, жаловаться кафирам, плакать, и теперь нам тут понты гоняет. На самом деле, вот этот чувак, это самое, просто так он не попал под пинок сапога, понимаете ли? Потому что он там был террористом, как он тут сейчас угрожает людям, да? Угрожает людям совсем, да? Сейчас он нам и кадыровцами тоже угрожает, при этом их ругая. Как ваш Хасан Халидов там взял, уничтожил человека, посадить его в тюрьму, да? Жалуясь Кадырову ему, да? Кстати, тумсоевские братья тоже, да? Оба типа, как их называть там? Оппозиционеры типа Кадырова, да? Стучали Кадырову они тоже, находясь тут. И ты то же самое сбежал оттуда, на самом деле не из-за того, что ты там хороший мальчик, а потому что ты террорист, понимаешь? И ты сейчас своими словами это показываешь. У него мужского ничего не хватило,
остаться в Чечне, сказать что-либо в лицо или сделать что-либо в лицо. Он оттуда сбежал и теперь нам бросает, угрожает своими братьями-мусульманами. Понимаете ли? Чечней угрожает нынешней, Которые его которые они взяли полностью, короче говоря, обедуинили, они угрожают ей, но он сам, как мужчина, не смог там остаться. Сбежал одним словом. И при этом, кстати, сами же его братья, потому что он был террористом, и поэтому он оттуда сбежал, он приехал в Европу, чтобы в будущем здесь совершать теракты. Вот почему. Не из-за того, что он какой-то жертва. Секунду, давайте, вы как-то жестко сразу осуждаете человека, мы еще даже толком не поняли, кто он. Мы не осуждаем, мы говорим правду. Я вижу будущее этого человека. Я хотела бы дать шанс у меня времени человеку миллион поговорить, понять. То, что он уже угрожает там дома кадыровцами, тут сидит, это видно, что этот человек приехал сюда совершать террористические акты. Нет, он не угрожал, Теперь, если ты сказал, мужчина, Он угрожал. Секунду, Уникорн, скажи, пожалуйста. Подожди секундочку, Рюхай, подожди. Я буду добрым полицейским, ладно, сегодня, хотя это обычно не моя роль, обычно я злой полицейский. Уникорн, вот как я со стороны вижу вашу ситуацию, именно чеченцев, вы очень маленький народ, вас очень мало по всему свету, у вас всего лишь, с натяжкой 2 миллиона. То, что творится с вами на сегодняшний день, это то, что вас ведут на войну со стороны России, часть из вас идет со стороны Украины, а еще часть вообще перетащили через Турцию в Сирию. Понимаешь? И куда угодно, в какие угодно войны тащат ваш народ, вместо того, чтобы вашу молодежь сохранить, чтобы у вас генофон ваш остался здоровым, чтобы отправить вас учиться, чтобы вы могли продвигаться, чтобы вы могли достигать чего-то, вас отправляют как бы в расход, понимаешь, как материал какой-то. И на самом деле эта проблема не только что со стороны России, но и исламизации тоже. Вас со всех сторон пытаются использовать. Вот в этом действительно серьезная проблема. Я не знаю, почему ты ее не видишь. Ты считаешь, что только Россия, но это с двух сторон идет у вас. Понимаешь, вот вам занесли ислам, да? А потом сказали, они террористы, давайте их уберем. Понимаешь, как получается? Смотри, вот здесь вот до этого даже была сказана ложная предпосылка. Этот человек, не зная меня, что-то говорил. Это Крис или как его там, Раун. Короче, вот смотри, ты сказал сначала то, что... Подожди, не вмешивайся, да, я скажу. Сначала ты сказал, смотри, то, что нас мало. Вот, например, евреев, я точно не знаю, но я могу предложить их меньше 20 миллионов. Их мало. Но мы же видим, какую они работу проводят. 15, вот, евреев 15 миллионов людей в мире. Это... Слушай, мы сейчас не евреев здесь осуждаем. Подожди, да, я скажу, у меня времени нет. Тут... Не уходи, надо, Нет, мы сейчас говорили то, что он угрожал чеченцам. Тебе не мужчина. Не, ты если был бы мужчина, ты вот именно остался бы там, в той стране, которой ты нам сейчас угрожаешь, предлагаешь приехать туда, чтобы нас завалили, ты бы как мужчина там остался бы и разобрался бы, а не кричал бы, что сбежал с СВО, там, спецоперационного джихада и все такое. Я тебе говорю, вот смотри, если, все знают, что вот этот ТикТок все прослушивается, да, дополнительно сбор данных занимается, каждое слово, тем более в наше время искусственным интеллектом еще лучше, понимаешь, и мне не надо будет трудиться лишний раз там чеченского переводить на русский, все на русском говорю, и ты говоришь на русском, понимаешь, и вот ты сюда приехал с одной целью, ты нам здесь террором угрожаешь, те, которые покинули ислам, из-за того, что мы критикуем плохое, из-за того, что мы критикуем свою прошлую жизнь, ислам это наша прошлая жизнь, об которого мы обожглись, и мы имеем право критиковать свою прошлую идеологию, свое мышление, свою историю. Вот что бы ни было прошлое, то, что вредило, мы имеем право. А ты за то, что мы критикуем свое прошлое, ты нам здесь угрожаешь террором, понимаешь? И поэтому я тебе скажу, такие, как ты, вы в ближайшем будущем будете либо вы отсюда отправитесь домой. Дай ему тоже сказать, чтобы мы поняли, о чем он Я говорит. ухожу сейчас, потому что ты стол у меня не Да, даешь. дай ему высказаться, как реально невозможно, когда он говорит. Я договорю.
У тебя Я все договорю, логически что, какое у тебя будет будущее. Нужная Твое, предпосылка, логическая ошибка. твое будущее домой либо отправишься, либо когда будет что-либо, будешь как использован как мясо. Больше у тебя ничего нету, Когда понимаешь? Путин умрет, Потому здесь что будет движуха, ты сам это... не, Эту Путин движуху умрет. я влетаю Крис, с дай духом. ему Смотри, высказаться. Ну, подожди, давай послушаем. Давай. Надо Не чуть-чуть высказал, хорошо, поговорить, да. дайте я пообщаться. выскажу. я Общаться. просто говорю, это террорист приехал в Не-не-не-не-не-не, вот Евросоюз, кто с чтобы какую хуйню устраивать несет, все, террористические давайте, акты. Ты, не Ты мужчина. террорист. просто давай У послушаем. нас так диалог не получится, если мы не поговорим с человеком. Же цель не сидеть сами с собой, правильно, между собойчик. Мы-то все тут уже, которые сидим, мы уже убеждены в этом, правильно? Цель – это убедить других в нашей правоте. Поэтому это нужно в диалоге, понимаешь? Если ты ему не дашь сказать, не поймешь, как подход к нему найти, то ну, тогда зачем тут сидеть? Да, ну посмотрите, как загажены мозги. Он даже вот в России жил, да, вот он из одного рабства хочет другое рабство. Он даже не рассматривает какой-то другой вариант, свободный какой-то вариант не рассматривает. Ему нужна или Российская империя, или Арабская империя. Вообще, Подними, жги. Давайте послушаем его, давайте. А вы думаете, почему Моисей вел свой народ 40 лет по пустыне? Чтобы те, которые жили в рабстве, чтобы пришло новое поколение, и оно уже не мыслило как рабы. да. Он зашел, сразу объявил джихад. Вот он сразу зашел, на русском объявил джихад. Вот. Смотри, что получилось? Получилось, что его же мусульмане, ну, мы уже умеем читать между строк, поставили его, прижали, да, он уехал с мусульманской страны, приехал к кафирам, христианам, где написано в Коране, нельзя иметь ничего близкого. Не христианам, заметьте. Ну, люди писали. Европа это свет, нет, никакой писания здесь нет, это светское государство, не религиозное государство. Надо правильно сказать, где здесь христиане? Кафиры. Нет, светским, демократическим людям, свободным людям, помогающим людям, хорошим людям. Но не христианам, не мусульманам, никому. И даже Израиль является не иудейской, а именно является еврейским. И все-таки надо сделать поправку. Давай, Дома в Чечне это не чеченцы, это российские структуры, российские Давай власти. сделаем поправку, давайте до Там конца. нету никаких чеченских властей, давайте. нету там вообще. Давайте до конца, к чему я веду. Он приехал в другую страну, да, где написано, нельзя иметь дело с кафирами. Они кафиры, они не мусульмане. Получается, и он сидит в Европе и продолжает свою диалогию ислама. Когда те же мусульмане заставили его уехать. И он это не хочет признавать. Вот это парадокс просто. Вот твой это там, как там это, Дудаев, это, как там вот это, Кадыров. Он говорит, Поднимите то, его. что с ним сделали, он говорит, то, что с ним сделали, он сделает над теми, кто ему помогли, потому что он трус. Нет никакой логики у них, никакой. Вот чувак, сунач хочешь, шу ахи. Он цагина, вот сунаха. يا رسول الله تو إيش نتسدي شرون إيش آيات تو لامز إيش ديرون تو كوك إيش بيلرون كورت باقي تحسو бош мот пече кورт باقي он цагина ошрела штига клянусь Аллахом я буду жаловаться на тебя Аллаху я против тебя дуа делать буду что стукачишь мою дуй милую бас стукач что и стукачишь что вот делает аякана тоже стукачишь что дуй хуза стучать тоже да тебя стучать тоже мос смех стучать тоже Аллаха стучать что дуй. А если он приедет кого-то в чем? Подожди, если Крис, он приедет в Чечню, что с ним сделают мусульмане в Чечне? Ну, смотря как он поедет, да, но вот то, что он говорит, да, что он муртад и так далее, но тогда его отправят на православный джихад в котел Украину. Вот что с ним делать? Расходный материал. А тут он, когда вот попросил спасти его жизнь,
он объявляет джихад людям, которые проживают в Европе, то есть европейцам. Мирным людям объявляет. За то, что люди имеют свое мышление, свое мнение. Понимаете ли? И более того, он угрожает тем режимам, от которого он убежал. Он нам угрожает это самое режимом, который нынешний сейчас находится в Чечне. Нам угрожает, говорит, если мужчина поезжает туда, а сам трус сбежал оттуда. Понимаете ли? Вот самое, что и на есть... А логика в том, что он не мужчина. Если хотите знать, кто такой не мужчина, это тот, который сюда заходил, вот такой болтал. Вот он не мужчина. У самого мужа не хватило и угрожает тем же, которые его же побивали. Он говорит, что он еще тот устроит. То есть он уже нагло Европе намекает на это, что он сюда приехал не с благими намерениями. Не быть человеком, а чтобы убивать здесь, в Европе, людей. Для этого он приехал, открыто говорит. Он террорист. Он приехал сюда, чтобы Давайте устраивать поднимем. террористические акты. Давай его поднимем. Юрик, поднимись. Мы будем молчать, мы тебя послушаем. Давай, поднимись. Он уже бежал, все. Это паранойки. Братан, это паранойки. Это нету критического мышления. Ничего нету. Понимаешь? Мы таких здесь видим каждый день. Но наша клиника всегда готова им оказать помощь. Мы 24 им мозги. 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Да, двери всегда открыты. Да, наша клиника работает только для вас, чтобы вы стали нормальными людьми. Make law, don't jihad. Ихва. Бонус вам верблюжья моча. Мы даже будем вас поить верблюжьей мочой. Чисто качественно. Я жестко не хочу так пройти. Не, все-таки я мягко скажу, так как я живу в Европе, здесь мочи верблюдами мы не лечим, мы лечим нормальной медицины, и мы всегда говорим, наша клиника, наша психиатрическая клиника открыта 24/7. Если вы агрессивны, мы вам дадим таблеток, чтобы вы успокоились. Если вы чрезмерно такой буйный, абу-бандит, то мы вам еще жесткую дозу дадим там, да. Назначим хорошего человека, психолога, с которым с вами говорит по душам. Вы сможете поплакаться, мы вам поможем поплакаться тоже, да, там. Вы и так плачете, да, заходите сюда, жалуетесь на кого-то, на кафиру и так далее. А здесь вы будете плакать во благо себе. Так что я вам еще раз говорю, make love, don't jihad. Занимайтесь с друг другом, со своими братьями, любовью, чем джихадом против неверующих, понимаете ли? С тем братом, который вы любите ради Аллаха, и вместе с которым вы хотите убивать невинных людей. Лучше с ним заниматься вам любовью, чем заниматься джихадом, да. И обязательно в нашу клинику приходите. Братан, а я осуждаю как доктор, я осуждаю. Надо давать еще верблюжью мочу. Это так потихонечку приводить чувства, да. Это тоже хорошее. У тебя это самое аида, вот это сам манхадж, у тебя яхудский, понимаешь, все-таки израильский, а у меня европейский. Поэтому наше мнение ученых разошлись во мнениях, как у мусульман. Не, я все иду по их вере, они же соблюдают, надо уважать их, понимаешь? Надо соблюдать их традиции, веру, так что надо потихонечку. Добрый вы человек. От души 3 литра сразу в день. 3 литра. Какой же вы щедрый, как не крутите. О, я худый. 3 литра сразу. Чтобы не засохнуть, 3 литра в день, если ты пьешь, все нормально.
Ну, что скажете, мусульмане? А вы говорили, все, яхуды плохие, они вам бесплатно, он даже суну подгоняет вам бесплатно 3 литра. Чего вам еще надо? Будьте всегда здоровыми. Донахчик, поднимите, он песенку споет. Музыкальная Нет, пауза. это не песня, это нашиды. Дон Ахчи распевает нам нашиды на гармошке, на украинскую мову и на русском языке. Давайте, Дон Ахчи. Нашиды, давайте, хорошо. Давай. Что нахуй? Пока жена не пришла, давай. Да. Так, на улице. Я на улице сейчас посмотрю, никого нет уж, а то сейчас один раз начал петь на улице, начали разбегаться в стороны. Не, они будут есть деньги в шляпу деньги будут кидать тебе. СБУ прибежит за призыв к джихаду. Ты это, кастрюлю одень на голову. СБУ наоборот за джихад, но как-то желающих мало, как-то вот что-то мута. Донарчи там стаканчик поставьте, денежку будут кидать. Слушай, это, Ахти, тебя когда жена Сегодня... трахнула сковородка по голове, ты там 3 дня вообще с эфира упал. С чего вы взяли, что какой-то... Что вы себе придумали фантазии какие-то по сковородке? Откуда вы взяли это? Да ладно, что мы не слышали. Чем она тебя ударила? Это муртады, не слушай их, Донар. Не слушай ты этих муртады. Да, муртады, эти кефиры, яхуды. Слышишь, в прямом эфире Каких она... только нет. Ты что, не видел, Крис? Ты не видел это? Не слышал это? В прямом эфире она его там как очепохала, блин. А что тут такого? Праведный мужчина должен подчиняться своей жене. Вот настоящий она мусульманин. Она его там била в прямом эфире. Он там орал, кричал, это не я, успокойся. Не бей меня. Она его проявлял терпение, как настоящий верующий, понимаешь? Да. Аллах сказал в Коране. Поистине Аллах с терпеливыми. Аллах сказал, поистине Аллах с терпеливыми. Терпи, о Донахчи. Я фантазер тебе показать. Она говорит, еще один раз запоешь, я тебе год не оторву. Правильно говорит. Нечего жену будить. Это тоже Подожди, по шариату музыка запрещена же, поэтому она говорит. Я смотри, я же новый посланник. Я новый посланник, у нас разрешено жениться на неверных. Я же переживал за него. Она его там пинала. Нормально. Лео, слышь, это самое, жена вынесла ему официальный шариатский хукм, вердикт, да, и наказала его полностью по шариату. За то, что харамом занимался. Знаешь, как в анекдоте? Я после этого лучше начал петь. Еще после... Я после этого добавил новую строку в наши... Давай, жги. Ты не слышал? Я добавил слова «Мы все рабы Аллаха». И меня Аллах назначил... Все мы рабы Аллаха. Вот я же тебе говорил, что ты допрыгаешься до нахчи. Я тебе как родственнику предупреждал это. Не, оно все... Успокойся, музыка харам. Уже все, да? Не, вы же вы не понимаете, на все воля Аллаха. Если что-то происходит, это по его велению. Вот, значит... Рядом с тобой гармошка? Где гармошка? Да не, я иду тут на улице в центре Киева. Какая гармошка? А в голову разбили гармонь, потом этот харамный. Не, у меня, кстати, сделал мастер новую гармонь. Неожиданно. Я не знал, короче, получил новую, да? В таком зеленом цвете, в исламском. Прям зелененькая такая, со стразами такая инкрустация. Чисто вот шариатская гармонь. Зеленая такая. Прям чисто по исламу. Это вот, понимаешь, я не знал, и это... Все, дрожите, о муртады, кафиры, поистине, к вам идет боевой... Я сам не ожидал, он мне оба пока вот привез, достает, а там просто хочется сразу на колени и петь. И Дон Ахчи запоет на своем гармошке, или как его там, балалайке,
знаменем джихада. У Так нас что есть держите, он зала, кафель мутады. звонок другу, 50 на 50, вызвать жену до ночи. Еще не было на этом эфире, она вот там вот там такое творилось. А ты прям, что вы, ты там, жена у вас Надо- покоем не дает это. Завидуйте мне, Боевая, боевая, конечно, боевая там. А Повалила на пол. чё еще делать? Вы стали диванными экспертами, муджахидами, шейхами. Кому-то же надо совершать Била, он там орал Вот что-то, а? поэтому жены, наши сестры, ухтышки взяли на себя обязанность совершать священный газоват. Пока эти оболтусы сидят в диване. У меня, смотри, у меня ко всем мусульманам в Европе, ну, к этим, которые в Российской Федерации, это понятно, один большой претензий. Почему не пройдутся джихадом по курортным местам, по Лазурному берегу? Ну, это не только к тем, кто муслики, вышли с мусликов. Там живут люди, которые виноваты в геноциде чеченского народа. Почему вы не мстите им? Вот такой вопрос ко всем. Кишка тонка. То есть только можно безоружных, да? Там. Безоружных только можно, да? Так, наверняка, когда там, ну там, учителю башку отрезать, или 90-94 там безоружных нападать. Вот это смело. Мне сделать тафсир вашим словам. Это я такфир делаю. Не, это тафсир. Он призывает совершить суру 4, аят 24. Фликс, Поймите подожди. Призывы прекратить, осуждаем. Никаких призывов не надо тут делать. Прекращай. Да, Пей свою песню. он Пой свою песню. говорит бегать за бикинями, понимаете ли? Совершить 4-2-4. Вот к чему он призывает. То есть за райскими, за земными гурями там бегать. Конкурс бикини. Я понял. Добрый вечер, ребята. Всем привет. Что еще? Здравствуйте. А что еще делать праведному муджахиду, который денег надо собрать, чтобы заплатить большой махар, там, все такое, да? А тут земные гури, понимаешь, вот к чему он призывает. 4-2-4. Правильно, Донахчи? Ты этому призываешь? Ничего себе, сколько хадисов вы выучили, ребята. Особенно правильно, это мой сподвижник. Мне кажется, Вендетта уже Всё начал укрываться покрывалом от Кабы. Столько хадисов выучил. Но здесь, конечно, хороший вот вопрос поднимался на самом деле и очень актуальный, который, наверное, касается вот именно целей и прям попадает в яблочко, и действительно этот вопрос нужно обсуждать и обосновывать по поводу того, почему чеченский народ страдает и потихоньку исчезает. Какова причина всего этого? Почему все время что-то управляет этим народом? Почему те или иные, скажем так, интересанты, зная менталитет этого народа, научились манипулировать этим народом, понимая, что этот народ имеет определенный менталитет, и, исходя из этого, этим научились пользоваться, потому что, как опять еще раз скажу, как человек, который родился в Грозном, как житель Кавказа, но я-то еврей, да, у меня одна сторона медали, что я житель Кавказа, и вот тот, кто в своей жизни что-то повидал, он понимает, что когда у тебя есть жизненные принципы, и ты их придерживаешься, тебе приходится в жизни и страдать часто за это. А у чеченского народа, они не только жители Кавказа, там еще и это, и то, как бы я все озвучивать не буду, но все, что на вас, вот, скажем так, взвалили, да, все, чем вас окружили, делает то, что вы не можете, да, отойти от определенных принципов, да, и идете за этим. Но сегодня я вижу, что обстоятельства меняются, и слава Богу, это указывает на то, что
этот народ сохранится хотя бы в какой-то общей, скажем так, массе, поменяет свой взгляд и все переосмыслит, и, скажем так, расширит свое мировоззрение. Это очень приятно видеть. И мне, тем более, человеку, который 30 лет это как бы ждал. Я так скажу. Когда я уехал из Грозного, я четко знал чеченское воспитание, чеченский менталитет. Когда я жил на Ближнем Востоке, я видел, как ведут себя арабы, я видел, что там нету абсолютно ничего общего. И там, где есть вот эти вот писания, где если ты возгордился, так и сяк, как раз таки чеченскому народу есть действительно чему гордиться. И самый лучший из людей для чеченского народа это действительно может быть наш старший, да? Тот, кто прожил жизнь перед нашими глазами и жил ее достойно, и всегда был для нас примером, а не кто-то там неизвестно кто. Поэтому я думаю, хорошо, что сегодня это обсуждается, это всплывает. Но это не может не всплываться, потому что сама эволюция заставляет человечество как бы расти и уже что-то менять, чтобы была реформа, чтобы уже люди очнулись и поняли, да. Но, опять же говорю, я все-таки рекомендую, да, никого, конечно, не заставляю, а рекомендую больше обсуждать, вот, опять же, во благо вашего народа, какова причина того, что чеченский народ становится более малочисленным и более малочисленным. Понимаете? Вот эти причины обосновывать и подчеркивать, потому что есть молодые ребята, и я вижу просто контактирование с ними вот в этом сопротивлении, да, оно ни к чему не приводит. А когда они как слушатели слушают, что-то впитывают, вы понимаете, что толпа, она всегда останется толпой. Но толпа, она всегда будет идти за кем-то, кто, скажем так, уровнем выше. И я думаю, до толпы тяжело достучаться, практически невозможно. А достучаться до тех личностей, которые более рациональные, скажем так, более понимающие из числа вашего народа, вот это было бы хорошо, потому что они смогут призвать вот именно часть той или иной толпы. Спасибо, закончил. Зохар. Да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Объявите частичный джихад. У нас острая нехватка джихада. Мы объявляем вам джихад. Все. Почему нам? Всем объявлять. Зачем нам? Мы уже давно его объявили, брат. Ты что, не видишь, что мы гасим частично? И дрючим абсолютно всех вообще. Острая нехватка джихада. Те времена закончились. Знаете, что, Зохар, еще? У нас острая шариатская недостаточность или перенасыщенность. Два слова добавлю. Времена те закончились, когда евреи 3000 лет вымаливали о мире. Сегодня мы будем долбить абсолютно всех, кто будет угрожать нашей безопасности. Долбите до конца. А можно вам сказать, Спасибо. возразить? Спасибо. Можно вам возразить, Зохар? Пожалуйста, конечно. Да. Нужно. А вам не кажется, что переизбыток джихада и шариата вам пойдет на пользу? Нам, я тебе объясню, я сегодня здесь был на эфире. Все, что происходит в этом мире, в конечном результате несет нам пользу. Как бы оно ни было. Потому что... Вас укрепляет, да, вы хотите сказать? Когда да, ваш перенасыщенность джихада на территории Израиля вокруг, это вас делает лучше и сильнее, да? Еще раз, брат, говорю такую вещь. Может быть, это тяжело понять, но я просто отслеживаю эту аналитику постоянно и копошусь внутри нее, делаю исследования, и очень глубокие исследования. Когда ваша первая научная работа выйдет? Я просто объясню такую вещь, что иногда... В силу того, что человеку некомфортно, да, относительно обстоятельств, и в силу того, что срок жизни человека, самого человека, он недостаточно, скажем так, большой, ему тяжело провести всю эту полную аналитику, да, к чему все-таки в конце это ведет. Вот. Но я заметил, копаясь и размышляя аналитически критическим мышлением, что все, что происходит, оно в конечном результате несет Израилю только пользу, закрепляет и закаляет. И более того, делает так, чтобы еще этот мир
зависел от этого государства. Когда, Ну, немножко, когда вы... ну, сейчас, здесь два слова. Да, пожалуйста. Вот, за 10 минут до тебя, вот, за час до тебя там заходили двое, объявляли джихад. Один русскоязычный чеченец, другой чеченоязычный чеченец. Они сразу объявили джихад. То принимаем. А можно вопрос Зохры? Больше я как бы Да, вопросы да. не буду тревожить. Зохр, можно Пожалуйста, вопрос? не, легко, Вот вы сказали, легко, что вы конечно. изучаете это научно, философски, психологически, психиатрически, это вопрос И джихада. духовно тоже. Духовно, морально, нравственно, да. Да. Когда ваша первая научная работа выйдет? Можно будет ее купить? О, я думаю, не выйдет. Почему? Это сугубо личные выяснения, я делаю их для себя. А как вы поможете человечеству, если вы укрепляете себя? А вот в том-то и проблема. Делиться же надо. А я тебе и объясню, дружище, в чем проблема. Проблема тогда, когда кто-то решает помочь человечеству. Помочь нужно прежде всего себе. Когда ты помогаешь себе, ты способен быть для своего окружения полезным. А мне можете вы помочь? Я нуждаюсь в помощи, Зохр. Я вас умоляю о помощи. Помогите мне, пожалуйста, выйти из джихада. Ладно, У меня просто дружище, перенасыщенность шариата. это уже ты немножко лишнего болтаешь. Я серьезно говорю, я не шучу. Я принимаю тебя, да, вот с твоими вопросами, но ты уже перегибаешь немного. Не, я не перегибаю. Вот помогите мне, я хочу, чтобы вы мне дали правильные советы. Ну, так я тебе дам совет. Как Если избавиться ты- от джихада? от джихада я откуда знаю, как избавиться? Я могу сказать человеку только одно. Когда он смотрит на то, на что он не способен повлиять, и он все время туда смотрит, да, в ту сторону, вот, он ничего не делает, он ничего не меняет. То есть все, что находится в его зоне ответственности, он не меняет. Он все время мечтает и смотрит туда, куда-то туда. И это основная проблема сегодняшнего человечества. Так вы так и не сказали, как мне избавиться чеченцу от джихада. Можете посоветовать? Надо к Вендетте обратиться, он вам почитает. Я думаю, он укрепит вашу веру, да, и ваш салат. Зохар, вы ушли. Вы рассказывали, что изучали этот вопрос Не, ну, джихада, но не смотри. хотите помогать. Нет, ты мне говоришь за джихад, причем где я, где джихад. У вас вокруг джихад. Вы изучаете джихад. Вы знаете прекрасно, что против вас ведется джихад арабами. Вы этот вопрос изучили, вы с ним боретесь, у вас очень большой богатый опыт. Но вы не хотите вашему покорному слуге, который вас просит о помощи, помочь. Как нам избавиться от джихада? Помогите мне. А почему ты хочешь от него избавиться? Ты же Потому что, он меня Ты убивает. вообще не должен находиться сейчас в ТикТоке и болтать здесь. Ты должен заниматься джихадом. Ежесекундно. А почему вы думаете, что я должен быть в джихаде? Я думаю, ты теряешь время зря. Как истинный мусульманин, тебе нельзя ни секунды терять в ТикТоке. Зохар, как это горделивому тебе хотелось бы обратиться. Ты говорил, что весь мир будет зависимый от Израиля. Я правильно понял? Да. Я так. Это мое мнение. Твое мнение, хорошо. Что будут зависимы. В данный момент весь мир зависимый от Израиля. Потихоньку эта ситуация начинает обосновываться. Не. Зависит. Подожди. Доктор Крикс, зависит, да. Израиль, А Израиль зависит от западного мира, от кафиров, от язычников, Нет, от не вообще зависит. неверующих. Израиль не зависит. Израиль делает вид, что зависит, да. Делает вид, да. Да. Вообще-то, вот что именно от вашего горделивого между мусульманами, что не отличает, вот эта чрезмерная гордость и понты. Вы построили, говорите правду как есть. Я чеченцам тоже говорю, все как есть лицо. Да. Я их жестко, например, критикую. Вы построили свое современное государство, не находясь на историческом родине. Да. Вы научились технологиям, всему, как и другие миры, продвинутый мир, европейский мир, да? Можно еще раньше взять по истории. Не. Нет, так еще раньше возьми все обстоятельства, которые прошел еврейский Раньше народ. то, что ты говоришь, мы оккупируем, ты говоришь как мусульманин, и тобой, и мусульманин, я ничего не за видел. это. Не. И ни ты, никто
не заставить ни одну страну принуждать к себе. Захвату это то же самое, что говорят мусульмане, мы захватим весь этот мир, всю систему, мы придем во власть. То, что ты сейчас говоришь. Нет, ты не Понимаешь? услышал меня. Ты не услышал. Потому что мусульмане, Продолжай. смотри, мусульмане высказывают такие слова, и ты выскажешь одинаковые слова. Какая разница между тобой? Только разница названия. Дело в том, что ты себя возобновил выше всех, понимаешь? Да. Более того, что вместо того, чтобы быть хорошим контактом, Но он нам не мешает, доктор Крис, не забывайте. Он нам не мешает. Он нас не убивает. Давайте обсудим это просто. Я слышу в данный момент, я слушаю его, я слышу такого же мусульманина. Разницы ничем не вижу. Понты, горделивость, понимаешь? Вот как раз Ну пускай доктор Крикс, он же гордится для себя, не для нас. Подожди секунду. Сейчас, я на это отвечу. Он говорит, что весь мир будет зависимый. То есть он говорит, мы бы раньше этого сделали бы. То есть взяли бы все по рукам и так далее. Не, я такого не сказал, что мы раньше... Не. То, что ты говоришь, ты не думаешь, что я дурак, и я не понимаю, что ты имеешь в виду. Короче, Я знаю, ты хочешь услышать, или ты будешь говорить... сказать... Не, секунду, подожди, остановись секунду. Любые мусульмане приезжают в Европу, тоже понты гоняют. Вот мы такие крутые, мы учили мир, мыть задницу. Сегодня как раз буквально обсуждали. И ты забегаешь таким же, что кого-то там будешь давай от тебя я тебе объясню, зависимый. или ты будешь продолжать говорить то, что я думаю, как бы. Давай я тебе объясню, что я думаю. А теперь давай говорите. Да, смотри, как раз таки по поводу вот этого вопроса, что сегодня говорят, евреи возгордились, да, еще раз говорю такую вещь. Когда человек или народ имеет достижения, да, возможно, в силу того, что он достиг, он еще ведет себя очень скромно. Но те, которые этого не достигли, они этого не понимают. Понимаешь? Потому что они там не находятся. Поэтому, исходя из этого, определенные вещи могут слышаться как горделивыми. Это раз. Мы поняли вас. Зохар, мы поняли вас. Дайте высказываться. Доктор, подождите, Зохар. Сейчас я ухожу 10 секунд. Дайте вам задать вопрос. Потом будете часами здесь сидеть говорить. Доктор Крикс, он имеет право гордиться, он этим никому не мешает и чужие жизни отнимает. Это, я понимаю ваше возмущение, вы правы в этом, но он, Зохар, имеет право гордиться. Вопрос. Просто, что мне лично не понравилось, ваше высказывание, что вы не хотите помочь другим, таким как я, спасти свою душу, выйти из джихада. Да, к сожалению, не имею такой возможности. Да. Давайте я все-таки продолжу. Не, вы мне можете помочь выйти из джихада или нет? Просто скажите да или нет, и я пойду дальше. Обязательно помогу, обязательно. Все, спасибо, я буду ждать. Огромное вам благодарность. Тода. Ради Аллаха, чтобы вытянуть свой спич, я готов вам помочь абсолютно во всем. Так, Зор, ты уже сделал твой намаз на шаббат? Да, сделал. Подожди, дай с Бекиджаном поздороваться, секундочку. Бекиджан, доброго вечера тебе, шаббат шалом тебе, дорогой. О, шаббат шалом, добрый вечер, друзья. Как у вас дела? Добрый вечер. Если тут ребята чеченцы... Бекиджан, ты знаком тут с ребятами, да? Нет, я не знаю никого здесь. Давайте познакомим с ними, они очень интересные. Ребят, если кто-то хочет послушать Бекиджана, он был в многих арабских странах несколько лет, изучал ислам, вернулся на свою родину Казахстан и понял, что лучше Казахстана нету, почувствовал там какое-то отношение к другим мусульманам, да, у арабов, понял, что все херня, все, что говорили, рассказывали, и вернулся домой. Я правильно говорю, Бекиджан? Стелла, я хотел бы, как Урюкхаю зовут парня, все-таки продолжить этот спич, и обязательно здесь надо закрутить гайки до конца. Вот. По поводу того... Я только не поняла, о чем вы спорите. Мы не спорим, я ни с кем не спорю. Просто я понимаю, что то, что я говорю, может быть людям непонятно. Поэтому я вижу необходимым все это разложить. Добавить пару моментов, пару слов, чтобы быть ясным и понятным. По поводу того, что я говорю, что в дальнейшем мир будет зависеть от Израиля, и что это уже наблюдается. Я тоже заходил сегодня сюда на эфир и об этом говорил. И что за этим стоит.
За этим стоит то, что еврейский народ проходил тяжелые жизненные условия. Все время находится... Извини, пожалуйста, а зачем ты это говоришь? Так он же мне спрашивает, ты говоришь, какая разница между тобой и мусульманином? Урюхай мне говорит вот только что исходя из того, что я говорю, мир будет зависеть от Израиля, он мне говорит, тогда какая разница между тобой и мусульманином? Только что он мне говорит. Ну, если ты так говоришь, и я бы не была бы иудейкой или мусульманкой, я бы тоже так спросила бы себя. Я говорю, человек, смотрите. Если я адекватно думаю Так, со секунду, стороны... я все-таки объясню этот момент или нет? Дайте мне, я объясню, почему я так утверждаю. Потому что, исходя из того, что Израиль постоянно находится в войне, эта страна приобретает колоссальный опыт. Тот опыт, который невозможно купить за деньги. Опыт войны, опыт борьбы с терроризмом. И в дальнейшем весь мир будет в этом нуждаться. И непосредственно нужда – это зависимость. И поэтому мы на сегодняшний день видим... Опыт с терроризмом? Ты хочешь сказать... Подожди, ты говоришь, ведение войны, используя современное оружие, это эффективный опыт войны. А ты думаешь, это только в оружии как бы все заключается? Короче, ладно, если ты считаешь, что это самый лучший опыт, ты в самом большом заблуждении, понимаешь? Потому что для человека, смотри, который хочет умереть от рук врага, который живет этим, который воспитывает этим детей своих. Я сегодня как раз чеченцам говорил, что вы за дураки такие, которые воспитываете свое следующее поколение на растерзанию. А при чем здесь это? Я не могу понять. Я не вижу связь. Связь между тем... Я не говорю, что Израиль должен искать войну и с кем-то воевать. Я говорю, что Израиль по факту, секунду, послушайте, по факту все время находится в военных событиях. Война это одно. Война это одно, но идеологическая война, она сильнее. Как влияет на мозги? У вас есть внутренние проблемы, например, разные политические проблемы. Есть очень жестко, ты знаешь. А ты видел, кто кричит «срыв пластилин»? Кто их поддерживает? Я не понимаю вообще, что ты говоришь, брат, извини. Конечно, о чем я тебе говорю? И о чем ты мне говоришь? Что он говорит? Секунду, Урюхай. Я вас Стелла, я все понимаю. Стелла, я все понимаю. Секунду, он не понимает тебя, о чем ты Человек, у которого говоришь. идеология самопожертвования, тут никакое оружие не поможет. А ему это и нравится, ему это нужно. Я хочу тебе объяснить, я хочу вам золотую середину между вами обоими поставить. Ребят, война, она не идет только с одной стороны. Это как монета с двух сторон. Война с терроризмом и с радикализмом она должна быть во всех сферах. Да? Она должна быть и в военном образе, и идеологически. Я согласна, что одно без другого не получится. Если мы будем все время только войной их побеждать, мы идеологию не победим. И наоборот, то же самое, Урюхай. Ты не можешь победить идеологию без войны, чтобы положить их на лопатки. Это должно быть вместе, по-любому. Да, но как ни крути, обстоятельства, еще раз говорю, которые проходит Израиль, это те обстоятельства, в которых мир будет нуждаться. И сегодня мы видим, после событий, которые были с Ираном, что страны Ближнего Востока, на которые были посланы ракеты, они не то что воевать не могут, они не могут себя защищать, не то что воевать. Поэтому эти все страны уже хотят с Израилем хорошие отношения. Вот и все, что я хочу сказать. А почему они хотят с Израилем хорошие отношения? Все нормальные страны хотят с светско-демократическими странами хорошие отношения. Я в том числе говорю, с Израилем не все, мы Урюхай. имеем право... Мы видим Испанию, которая светская страна и поддерживает радикализм арабский. Не все. Да. Италия Вот тоже это, Стелла, мне можно, да, поговорить? Мне можно. Я закончу, подождите, пожалуйста. Я всегда говорил, единственное государство, с которым можно поговорить по-человечески,
который нам является партнером как государство на Ближнем Востоке, это единственное Израиль, потому что светское, демократичное государство. Вам это Единственная кто? страна. Всему миру нам. Окей. А что ты против вам, не вам? Чё? Не, что с тобой? Я не могу понять, что с тобой происходит. Ты что на рогах? Я не понимаю. Я не понял, кого ты имеешь в виду. Что с тобой? У тебя реакция непонятная. Я с тобой не дерусь, не ругаюсь, не спорю. Не ищу каких-то моментов с тобой. А у тебя реакция, как будто я тебя преследую, как будто я цепануть тебя хочу. Ты считаешь, что хорошие отношения между развитыми странами это невзаимная выгода? Конечно. Сотрудничество, Ну вот и правильно. все, я это и говорю. И между людьми также. Это называется правильная связь, конечно. Ну вот и все, я про это и говорю. Да. Нам. Давайте Бекиджану дадим сказать. Мы слушаем. Я чистокровный казах. У нас, знаете, шижре есть, вот это я чистокровный. У меня никакой, кроме казахской кровь, нету вообще. Вот это у нас кожа есть, туре есть, вот это такие. Есть это средний бюз, я чистокровный казах. Я родился в мусульманской семье. И я арабский читал, учил арабский. Вообще-то около 20 лет жил в арабской стране. Вот это Саудская Аравия жил, Сирия жил, в Иордании, в Ираке, в Египте, в Турции жил. И что видел? Я думал, все это там хорошо, это они все хорошие. Но я жил, что хотел я потом. Там сколько лет я жил. Потом что хотел я внутри. Я хотел сейчас господин Биньямин Нетаньяху что сделает? Вот Саал сделает вот сейчас, в данный момент вот это. Я этого хотел. 20 лет вот такой я ждал. Я мусульманин, я Коран читал, наизусть, весь Коран я читал. Я знаю, все Коран. Тафсир, Мавсир, все знаю, хадис. Все читал. Даже шейхи меня не говорил, ты шейх, настоящий шейх. Я говорю, нет, я не шейх. И мой педагогика другой. Я потому что я казах, я не хочу такой. И потом я хотел вот эту сейчас сделать, Биньямин Нетаньяху, господин. Вот эту он сделает. Я этого хотел, раньше хотел. Видите? Зачем он сделает? А почему ты это хотел? Правда сделает. Потому что они, я думал, они не такие, вообще-то они злые. Очень злые там. Да. Справедливо нету там. То есть Справедливо ты нету. разочаровался, да, в них? Да. Ben istedim. Ben orası adaletsiz yer. Anladın mı Stella? Adaletsiz yer. Он говорит, там нету справедливости. Da ben gözümle gördüm onların nasıl pis insan olduğunu, pis adamlar olduğunu güzel düşünemiyor. İnsan gibi düşünemiyor. Anladın mı? Çünkü Он onların... говорит, что он своими глазами увидел, какая Ben gücüm olsaydı ben onu yapardım. Ben yapardım. Eğer o güç benim elimde olsaydı ben yapardım onu. Anladın mı? Gerçek söylüyorum. В его руках была бы такая сила, он бы сам это сделал. Onlar ona layıktır. Onlar ona layıktır. Anladın mı? Onlar ona layıktır. Şu an oradaki şeyler bunlar İran'da da oldum ben. Я был в Иране тоже был. Эйза Сафал Медабер. Он на турецком говорит. Откровенно говоря, для нас, допустим, здесь вот мы, Стелла, Леон, да, ребята израильтяне, мы же знаем, как арабы относятся к мусульманам постсоветского пространства. Нет, я жил же, Зогар. Это там ты, если жизнь будет там, ты знаешь.
А я там был же. Ну И да. арабы, Думаю, знаешь, Зор, арабы между собой тоже не все одинаковые. Вот они в каждой стране, у них даже диалект они другой. Они ведут себя по-другому. очень хитрые вот это. Знаешь, они бизнес сделают, бизнес. Вот это даже, они сами говорите про религию. Вот это самый первый бизнес сделали эту свою религию. Вот это я видел. Что ждешь такого человека? Даже у меня есть знакомый, даже я говорю телефоном, у вас нету справедливости. Даже сейчас говорю. Джан, а ты Там, сейчас вернулся в трингрианство или ты остался в исламе? я казах. Никакой тенеграфства, я свой казах. Традиционно, да? Вот это казах. Все. Да, лучше всего приветствуют Тенгрянство ваши тоже это они. традиции. Вот это тенгрянство, вот это тоже У как... казахов же тоже, вот как у чеченцев, да, там 7 поколений назад проверяют, чтобы не жениться, не мешаться. Да, у чечен тоже есть 7. Вот такой есть чеченец? Я Да, не у знаю. чеченцев тоже так же. Да, у нас говорят, это у Вархада Да, 7 то точно поколений. такой. 7 поколений, вот это жениться нельзя. Вот такой у нас есть. Вот так надо. Вот это арабская страна даже чеченов поставила. Вот это, где чеченский, российский война был же. Вот это ворота было. Оказывается, я потом узнал, уже где-то попал, вот это где-то один генералу поставили $100 000 бакс. Вот это хотели. Арабы сделали вот эту войну. Видел, да? У нас тоже такие вещи они сделали. Привезли свой это радикализм, всех привезли. Вот это все проект. Это Хаттаб, Маттаб, это все спецслужбы, арабские спецслужбы работают. Вот это. 2022 год, вот последний у нас был. Вот это тоже как вот это афганский, там афганский свой народ был же, а у них уже уничтожили. Сейчас свой флаг привезли, как ля иляха иллаллах. Все это проект от Дубая, вот это Персидский залив, где это Катар, Матар, вот это так проект сделали. Вот это они 2022 год, январские события, тоже хотели у нас разделить. У нас Казахстан большой же, они хотели разделить. Как Дубай, Шарджа, Катар так сделать хотели. На самом деле вот это СССР, вот СССР. Вот это на самом деле мы независимость думали, а на самом деле они руководили вот это шпионов КГБ. Всех руководства до это 2022 год, до наш это безопасность там министр был, Карим Масимов. Вот это всех они работали на это за рубеж. Вербовали, окажется. Они всех они хотели разделить. И как сами они хотели, как шейх, вот это арабская страна, шейхи есть, и катарские шейхи, вот это дубайский сидит, как король. Они хотели разделять нашу страну. Но не доступили вот это наш президент сейчас. Он очень умный. На самом деле он очень-очень сильный. Он такой, да, здравомыслящий. Да, очень сильный. Вот это, вот такой сделали. Оказывается, Чечню тоже они сделали. Вот поставили. Потом я читал, вот узнал. Чечню тоже они хотели убрать. Вот это четыре нации они хотели уничтожить. Геноцид сделать. Вот это казах, еврей, чечен и украин. Вообще хотели, вообще убрать вот эту жизнь. Но не мог. До сих пор идет. До сих пор. Вот это Хаттаб, Маттаб, знаете, да? Хаттаб, Маттаб это. Когда пришли же вот чеченские, российские война. Вот это арабы сделали вот эту войну. Как сейчас идет вот это сделали же 7 октября. Вот это
Израиль. Хамас, Мавас, вот такое они были, сделать хотели. Вот это, всех это где сидит, вот знаете, вот это, в Египете сидит. Вот это, самый большой шайтан, вот это Египет. Да, это там эти Ихван аль-Муслимин, это самая такая гидра, которая управляет всеми. Это Египет зародилось это движение Ихван аль-Муслимин. У них на Синайском полуострове есть свои базы до сих пор, где они тренируют террористов, рассылают по всему миру. Большинство едут в Египет, якобы учиться там, оттуда переправляется в Синайский полуостров, потом появляются террористы и все такое. Да, еще они сидит, вот это управляет, вот это Европа сидит они. Не знаю, какой страна Европа. Я не понимаю, Франция, почему или Италия, или Испания, вот это где-то там сидит они. именно египтяне. Это левые, это леваки. Именно вот, я говорю, это есть везде. Это даже в Израиле есть леваки, здесь есть и леваки. Испании я вообще в шоке. Ну, хотя я, ну, как сказать, не хочу оскорбить испанцев. Ну, это система везде одинаковая. Но вынужден сказать, как-никак исторически, как туда попал ислам, как был оккупирован Испания мусульманами когда-то, и все-таки этот вирус туда проник, и последствия этого вируса видно. Это все из-за ислама. Исторически эхом отдается уже на потомках, потому что они просто генофонд даже меняли, куда вот арабы, вот мусульмане все они приходили. И сейчас мы видим вот любую страну, куда бы они ни попали, везде хаос творится. Вот там, где нету ни одного мусульманина в стране, если вот, я не знаю, где есть такая страна, там такого хаоса не будет, внутренний хаос или еще что-то, бардак. Даже у северо-сентинельских аборигенов, которые уже несколько тысяч лет себе никого не подпускают, даже у них нету внутри такого хаоса. А если у них появится какой-то такой гуру, и там они друг друга перебьют, понимаете ли? Это вирус. Вот из-за этого, да, такой бардак творится везде, да. Сумасшедшие кричат там. Ну, я не знаю, как может террориста вообще защищать. Может, Ватикан вот это... Не знаю, но... Какой Ватикан? Ватикан, что вообще Ватикан? Какой авторитет у Ватикана вообще? Нет, вообще-то в Европе там сидит вот это черные... Не. Вообще никакое влияния нету. Ни церковь, здесь вообще не религиозная страна. Это светские страны. Здесь как бы религия не влияет. Единственное, есть религия, которая задолбала нас. Это вот именно вот исламская. Даже тут они нас задолбали. Оно интересно, почему Нет, вот такая это есть ислам, тенденция. смотри, вот это ислам Я молчу. у них в руках. У них в руках, знаешь. Выключаю микрофон. Мне интересно такой вопрос. Я замечаю все время со стороны египтян именно критику по отношению к чеченам. Мне вот интересно, почему у них все время критика именно по отношению к чеченам. Я заметил вот это вот. И не могу понять, в чем дело. Вроде бы, где Египет, где Чечня и какая связь вообще? Правильно критикуют. Нефиг было ездить в их страну и обучаться терроризму. Надо было у себя дома сидеть. Я заметил, чеченцы-мусульмане, как мазохисты, любят тех, кто их ненавидит. Понимаете ли? У них вот такой мазохизм есть. Как ни крути. Я говорю, евреи, вот, я не видел, вообще не слышал, нигде ни разу, даже ни разу истории здесь не было в Европе, чтобы у чеченцев был конфликт массовый с евреями, чтобы евреи на них нападали, там, кого-то там к Аллаху отправили, да, там. Но это всеми этими занимаются все вот мусульмане, других национальностей из Ближнего Востока, и все равно они их любят, понимаете? И все равно они видят, даже тут видят, что мы не одинаковые люди. Мы отличаемся от них все-таки как-никак
нет, все равно как, вот, как мазохисты, им нравятся вот те, кто их бьет, понимаешь ли? И вот сюда залетел вот мусульманин, который кричал, что он сбежал от Кадырова, и нам же тут, в Европе, он приехал в Европе, сам утверждает, что сбежал от Кадырова, Кадырову все плохое говорит, и тут же нам же угрожает Кадыровым. Говорит, что вам, вот, если мужчина, поезжайте туда, там скажите. Сам говорит, он оттуда сбежал, от этого режима. Понимаешь? Вот мазохист натуральный. Ислам превращает из тебя мазохиста. Ну, Параноика. так это и есть, ну, жертва, как бы, да. Ты жертвуешь собой. Это же... Ну, мне тут Европа, вот это пожертвующие не нужны. Я говорю, езжайте себе домой. Или езжайте в какую-нибудь исламскую страну. Что вы сюда приехали, понты гоняете? Вы же знаете, как сюда приехали, тут просили помощь. Вы фактически пришли за хавчиком. Вы вот, вам вот дают здесь, да, помилование. Вы на помилование кафиров приехали. То, что они дают помилование своим гражданам, они показали вам человечность. Вот вы будете наравне с нашими гражданами, кто вот хороший, вот имеет образование врач, вот, пожалуйста, врач, устройся вместе с нами, получаешь одинаковую зарплату, никакой сегрегации, никакого расизма, ничего нету, ты работаешь с нами наравне. Если ты больной, там, инвалид, получаешь такую же пособие, пенсию, там, все одинаково все сделали, и вот эту руку, которую им дают помощь, они кусают. Понимаете? И при этом они самые большие патриоты, находясь в чужом стране. У них даже не поблагодарят флаг, который их приютил. Вместо этого они будут проклинать тот флаг, который их приютил. Я вам пример приведу. У меня дома жил один человек. И это самое, у меня дома немецкий флаг висел. Потому что я благодарен этой стране, что она мне помогла, уважаю эту страну, люблю этот флаг, который мне вот, помог так же, как своим гражданам, да. И он у меня жил. Это самое, у меня, так как я был у своей супруги, у него своя квартира, у меня своя квартира, и он у меня временно жил, да. И что он сделал? Он взял, сорвал мой флаг. Он пришел ко мне домой и учит меня, как правильно жить. Вот кто такой мусульманин. Он будет, если ты запускаешь его себе домой, он меняет тебе интерьер. Ты если дашь ему наравне голос, он вот, твой дом придет, вот, на стол тебе ноги положит и будет тебе диктовать, как ты неправильно живешь. Вот чуть-чуть слабинку, да, я это понял. Вот это, кстати, тоже очень хорошая тема, ты коснулся. По поводу кафирских стран и беженцев и вот этого всего происходящего. Когда у нас в Грозном началась война, ни одна арабская страна не приняла себе беженцев из Чечни. Абсолютно ни одна. Стелла, вот это... Стелла, тебе слышно, да? Я слушаю тебя, Бекиджан, говори. Добрый Вот вечер я всем. спрашивать хотел. Я персидский учил вообще-то 2 месяца, 2 курса я. Персидский знаю, да, вообще-то. Вот это сегодня я хотел. Это уроки джури про этого знаешь, да? Горский язык это. А есть такие Английский. уроки? А? Есть такие уроки? Да, вот это. Он еврейский язык джури. Ну да, это Да, город есть, евреев, есть, да. есть, Стелла. Уроки джури, Горский да. А я не знала, Я что его, есть. да, я его, 7-й канал есть у нее поставил. Вот это я там смотрел, вот YouTube. И он кириллский буквами напишет. Вот это говорит. Я его слушаю, смотрю. И он как персидский, да, Он, похож. да, как персидский. Вот Да, это, это персидский, да. Похож. Ишме, например, Ишме это вы, да? Ишме вы. Шму. Ишму.
Но они говорят шума. Я персидский научил. Шума хали хуба. Или вот такое ишме, мо, ту, У вот нас так. говорят, как у нас говорят, халюли мухуби? Нет, халы мухуби. Халы мухуби. Хали Очень похоже, очень похоже. хубам, хубам, Наши хубашки. языки очень похожи на татов и на таджикские языки. Очень похожи. Да, вот это, они говорят, вот это я понял, ох, это как персидский, и потом спрашивают, и потом там напишет таджики тоже комментарий. Вот это таджики тоже, наверное, не знает. Вот это наш язык написал, да, вот это комментарий. 100% вот это таджикский они говорят. И потом я хотел, или похож, или горские только похож, или Ну, похожие они все, там есть Израиль изменения. другой, или я так И бухарский тоже похож, и персидский. Там есть некоторые диалектика, разделения, окончания разные. Значит, я знаю, да, еврейский, Хорошо. знаю, да, Стеллая? Учить надо еще, брат. Да, если ты Тут будешь знать персидский язык, таджикский, то ты будешь понимать примерно, о чем идет речь, когда горские евреи говорят. меня другой тут, не могу, да, меня тут например. спрашивают насчет флага, как я поступил. Извините, пожалуйста, минуточку. Как я поступил, да, когда он сорвал флаг, меня дома не было. И после того, как я увидел, он больше у меня не жил. Более того, ну, когда я ему помог, он пошел своим братьям, джамаатам, везде начал кричать. И даже после того, как я сказал, что я не мусульманин, они начали мне это предъявлять, а мне плевать. Я, наоборот, горжусь, что у меня дома до сих пор есть немецкий флаг, что у меня есть датский флаг, эти страны. И у меня есть, если бы и израильский был бы, если бы мне Израиль помог бы, если бы я жил бы в израильской стране, это показывало бы, что я уважаю страну. С этим человеком больше, он у меня больше не жил. И более того, пошли сплетничать. Представьте себе, он этим кафиром лежит, повесил флаг таутский, кафирский, сам приехал в эту таутскую страну, получил Allswise с этим орлом немецким, с немецким флагом, деньги, которые там немецкие, понимаете ли. Вот сами вот так живут, понимаете ли. Неблагодарные, я же говорю, неблагодарные. Вот в итоге, да, я больше с ним не общался, все, он больше у меня не жил. И больше никто у меня не будет жить. Вот кто бы не был, да, даже если чеченец, который покинул ислам, и который будет меня осуждать за то, что у меня дома немецкий флаг, датский флаг, да, те страны, которые меня приютили, помогли, накормили, спасли мне жизнь, и будет меня это самое упрекать в чем-то, я его жестко отчитаю и покажу ему его место у стойла. Потому что сам же, я знаю, таких тоже есть, кстати, тоже, которые понты гоняют, да, при этом, видел таких тоже. Но я не знаю, были они когда-нибудь мусульманами или нет, а тот, кто был мусульманином, который выходит оттуда, он все-таки, ну, осознает, чем он занимался, и такой фигней не страдает, да. Но я думаю, какие-то страдалеты тоже есть, да. Без разницы, кто бы вот ко мне не пришел бы и вот так начал бы учить меня жизни, да. Поэтому каждая страна, вот если взять так, мы как бы взаимосвязаны в этом мире, как ни крутите, по цепочке кому-то что-то идет, да, там, соседствуем там с друг другом, контактируем, там, взаимные связи есть, да. Если кто-то там начинает там гонять там понты, ты там крутой секой кафир, мафир, там, да, приезжает в другую страну, ну, тебе должно быть стыдно, что ты пришел попрощаться у этого кафира. Вот буквально слушаю, недавно собрались муджахиды, воины Аллаха, говорят там, я уехал из Чечни из-за того, что меня кадыровцы забрали на допрос. И я понял, что мне представляет опасность, я поэтому сбежал. И заметьте, и потом он рассказывает, ко мне вот в Австрию забежал спецподразделение австрийское, антитеррористический центр, потому что я в интернете занимался джихадистским деятельностью. Они забрали у меня телефоны,
у меня дом выбили, штурмовали спецназ. Кстати, в Чечне с ним так не сделали. Его просто отвезли на допрос и перевезли. Он оттуда сбежал и жалуется на них, да. Теперь к нему жестче даже забежал спецназ. Мне интересно, этот мусульман уедет отсюда, пойдет жаловаться уже, не знаю, уже исламскую страну наконец-то, говорит, что я понял, я от Кады, как колобок, да, я от этого убежал, от того убежал, теперь я к вам прибежал. Нет. Почему? Потому что он знает, ни в одном исламской стране его не ждут, ему помощь не окажут, как это кафиры делают. Понимаете ли? Это бесстыжий человек, да. Хоть ему 1000 спецопераций сделает вот эти европейские антитеррористические центры и будут его пинать, он все равно будет стараться возвращаться. Я знаю таких, которые сейчас понты кидают за терроризм, за то, что это самое, они где-то так неправильно вели, там их спецподразделение, антитеррористический центр там, или даже центр по депортации, когда их бывало так, что им иногда пинка давали, да, даже после того, как их унизительно депортировали, им пинка дали, они все равно возвращались, все равно свои понты гоняли. Как говорится, Горбатого это сам могила исправит, да. Вот такие вот есть люди, вот без чести, без ничего. Вот что с ними говорить? Их только домой отправлять. Поэтому я говорю, вот сегодня здесь обсуждалась тема, что в Чечне хотят устроить шариат или демократию там и так далее. Я говорю, я вижу большинство, они даже понять не имеют, что такое шариат, но вкус его 100% им надо попробовать. Да, только вот надо те, которые оставили ислам, их сюда Европу привезти, потому что они не будут там резать, там что-то делать, более будут полезными, в отличие от мусульман, да. И здесь их отправить домой. Они же кричат, понты кидают, что нету исламской страны. Вот я бы хотел, чтобы им дали вот такую вот, хотя попробуют же 100% исламе. Но они не уедут. Как сегодня сказали, вот здесь в чате, многие говорят, что нам устроить священную борьбу, там, газовать и все такое, да. Диванах уселись, понты гоняют. Ты хоть им экзоскелет, это самое, хотя бы, может быть, им отправить экзоскелет, чтобы он автоматически отвез их там на свою страну, там, в Мали или куда-то, там, где они совершают джихад. Нет, понты гонять, бесстыжие, там, ни чести, ничего нету. Позорники просто-напросто. И при этом они упрекают людей, если они сотрудничают с местной властью, со спецслужбами. Любое государство, любой нормальный, адекватный человек, если его страна хорошая, если его страна справедливая, пускай она даже не идеальна, но она, если лучше даже, в отличие от другой страны, если она лучше, она будет со своей страной, этот человек будет сотрудничать со своей страной, работать со спецслужбами, устранять опасные элементы. И вот за то, что я вот этим занимаюсь, за то, что я лоялен в своей стране, вот в Европе, где я нахожусь, да, там благодарен, я полностью лоялен, они говорят, предатель, стукач. Эти дебилы даже понять не имеют, что такое настоящее государство. Да. Я вот это ты сейчас правильно говоришь, конечно. Если человек никак не способствует развитию той страны, в которой он живет, на что он надеется на самом деле? Это только на саморазруху. То есть он не преследует абсолютно ничего, да? А вот я слышал, что... Кстати, вот, извините, что добавлю, то, что вы сказал, да, я хотел бы ремарку сделать, да, вы тоже хорошую фразу сказали. Развитие страны бывает во время, когда у тебя безопасная страна. Да, продолжите, пожалуйста. Я работаю за безопасную страну, и чтобы она была развита. Все, извиняюсь, больше не имею. Да. А я слышал, что Сирия отказалась принимать своих беженцев, которые Европа они приняли во время сирийской войны. Они отказались их принимать обратно в Сирию. Можно пару слов? Зонар. Можно? Да, пожалуйста. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Я постоянно в разных группах наших братьев-евреев, и меня закинуло сюда, если что, вы еще извините. Некоторые меня знают, наверное, некоторые нет. Я
Добавлю по поводу Сирии. Многие недооценивают Сирию, но на самом деле все радикалы Ближнего Востока собрались в Сирии. Их пытается товарищ с красным флагом легализовать временно, пока окрепнут. Ну, на 2-5 лет, я думаю, может меньше. Скорее всего, на пару годиков. Для кого понятно, для кого, против кого. Все радикальные вот люди собрались в Сирию. Это, не знаю, может... Я с тобой не соглашусь тут, Хасан, потому что я думаю, что и в Ираке и тоже есть эти ячейки, и в Ливане есть эти ячейки. Эти ячейки я спят, думаю, когда им можно это дают сказать? указания, они просыпаются. я думаю, он В имеет в Ираке виду я согласен, другое. да. Ты абсолютно Я прав. думаю, он имеет в виду те, кто хотят произвести там влияние Нет. свое. Да, Да? я скажу. Можно добавить? Я Да. закончу, пожалуйста. Смотрите, не знаю, я иногда мучаюсь, думаю, блин, ну неужели я один вижу? Скорее всего, службы, которые надо, они знают, скорее всего, я надеюсь. В Сирии собрались радикалы, такие пораженные сунниты, а в Ираке, то есть где-то в Басре, там, среди шиитов, это шиитские радикалы. Они были и в Сирии, просто в связи с безопасностью, с бомбежками Израиля, они туда перебрались. Так что это совсем то же самое. И сейчас их пытаются легализовать. Все вот эти сирийские, многие, даже взять самую верхушку, они до сих пор имеют пленниц из разных вероисповеданий. У них там то, что вот говорят, что вот SWIFT включили, там по карте можно платить, налаживается. Это полная брехня. Они строят большую культуру. Сирия – это всегда такая местность, что то или иное правительство, неважно, которое приходит туда, оно нуждается в подпитке. То есть в чем? Да, в средствах, в финансах, ради того, чтобы у них была серьезная, сильная позиция. Оружие, все необходимое для того, чтобы держать тех людей на тех или иных местах. Исходя из того, что они все время нуждающиеся, определенные страны их снабжают деньгами. Для чего? Для того, чтобы с этой территории сирийской, с этого узла, нести свое влияние на Ближний Восток, скажем так, на Дальний, на Верхний, да, скажем. Вот и это такое, оно там никогда не было покоя. Исходя из того, что там всегда были нуждающиеся, они всегда подпитывались бабками, а потом, вот сейчас Турция, да, сейчас Турция потихоньку хочет. Россия вышла оттуда. Почему вышла на самом деле? Ни одна страна не выйдет просто так и не потеряет свое влияние, если она не способна его удержать. Ни одна страна не уйдет. Вот. Ушли только потому, что не способны удержать там свое влияние. Сейчас Турция будет заходить. А Она Турция уже зашла, брат. Да, Она а в давно чем зашла. Турция? Я сейчас хочу, чтобы вы обратили ваше внимание на Турцию. У Турции были хорошие отношения с Израилем. Она имела очень много дохода. Сейчас в последнее время говорит Турция, что она продает очень много золота, потому что экономика падает. Вы знаете, что запас золота страны, это влияет на, скажем так, на, как сказать, яйцевуд, Стелла, как говорят? На стабильность страны. Да, то есть страна может печатать столько денег, сколько у нее есть запаса золота. Турция сейчас достает свои запасы золота, потому что уже есть большая экономическая проблема. И вот так вот все это и начинается. Обратите внимание, что Израиль этому Эрдогану и Турции абсолютно ничего не делал. Он закрыл с нами сотрудничество. Он сейчас от этого страдает. Еще больше пытается везде нас обвинить. То есть, понимаете, человек делает убыток ради собственной страны, да, сам намеренно делает ущерб собственной страны и продолжает обвинять Израиль во всем. То есть, опять, чтобы отвлечь собственный народ.
и чтобы собственный народ не увидел, что этот человек не может нести ответственность за бюджет и экономику страны, он обращает внимание собственного народа на врага извне. Вы понимаете, что вот эти все лидеры, они это и делают. Они делают своего рода затмение собственному народу. И как бы, чтобы... Пугает внешними придуманными врагами, да, чтобы иллюзорный враг, чтобы самому уйти от ответственности, понимаете? Да, это называется усыпить бдительность, чтобы люди не смотрели у себя дома на пустой холодильник. Абсолютно верно сказано. Это же евреи виноваты, да. Смотрит человек на холодильник. Эрдоган сказал, евреи виноваты, все. Вот. Поэтому конфликт с Турцией, он неизбежен. То есть, по сути, вы понимаете, что он сам находится в такой ситуации, да, сам этот Эрдоган, что он не может не рыть яму самой Турции. Понимаете? Они сами создают вот такие стены вокруг себя, где внутри этих стен себя и закрывают. Забетонировали сами себя, короче. И конфликт с Турцией неизбежен. Израиль, Турция, конфликт неизбежен. Я уверен. Можно, конечно, добавить к твоим словам? Да, пожалуйста. Я не думаю, что Турция посмеет, если честно. Мне кажется, ты ошибаешься. Причем, когда у них будут выборы, Эрдогана больше не выберут. Я тоже хочу ошибиться. Смотрите. Не, ребят. Нет, а вот там в конец фильма показывали, как он проводил демократические выборы под дулами автомата. Нет, такого нету там. Можно это добавлю? Пожалуйста. Крикс, вы откуда вы? То Хасан в Турции? А? Тебя не слышно, Хасан. Ты можешь подойти, а не на расстоянии говорить с нами? Там частично покупается, остальные они радикализируют людей, понимаете? Секунду. Ты сейчас про Турцию говоришь? Дайте я добавлю, пожалуйста, пару слов прям. Смотрите, Занур, мне кажется иногда, что мы простые люди разговариваем. Мы не политики, не военные, не спецслужбы, просто против. Я лично очень сильно вник еще лет 7-8 назад вот к этим радикалам. Поверьте мне, читал про них, изучал. Вот Эрдогану наплевать на бюджет, на народ. Он радикальный. Это второй Хамини. Вы неужели не можете понять? Я надеюсь, что ваши спецслужбы это понимают. Что значит нового президента Сирии? Он 1000 раз хуже Хамини. 1000 раз. Не 2, не 5, не 10, а 1000 раз хуже Хамини. У него это эрдогановский человек. Сирийский президент, это эрдогановский человек. Он имеет в свое распоряжение 20 тысяч суперрадикальных, которые были, это бывшие игиловцы, которые полностью, у них пропитка совсем другая. Это Сирия, Турция совместно через 2 года будут 100 раз больше. Сама Турция не будет, я тебе объясню почему. Эрдоган, он радикал, но он не хочет, чтобы в его стране радикализм был. Он там их воспитывает и отправляет в Сирию. Почему? Потому что у него конкретная проблема с курдами. Он не хочет, чтобы курды восстали, потому что если они восстанут, они восстанут и в Турции тоже, и захотят объединиться. И это его самый большой страх. Вот и все. Курды уже все, про них забудь. Турецкие курды 80% это радикальные протурецкие, про них забудь вообще. Это неправда, это неправда. Я тебе говорю, поверь мне. Сирийских курдов американцы замяли под сирийский режим. Они сейчас переходят, уезжают, я в курсе. Вчера вот 60 семей только покинули оттуда. Они потихонечку будут уезжать оттуда. Там невозможно будет жить скоро. Потихонечку сейчас, на самом деле, там на лицо видно, что да, сейчас наладим, пленных отпускаем, там, которые попали. Это все брехня. Это вот желание как привели, так и уберут, поверь мне. Это будет так же незаметно. Дай Бог. Фигура
кукла, которая нужна была только для того, чтобы убрать Асада. Убрали режим Асада, и его тоже уберут, когда Да, нужно да. будет. Вот так же говорили про Хамини. Нет, я так думаю. Вот Много это лет назад. вот это Эрдоган, еще кто придет, вот это они никто. Они никто. Они придет, идет. Конечно, так же, вот так, Потому вот то же что, самое, смотрите, подожди. потому что, смотри, вот это Турция, он союз НАТО. НАТО. Все механизм, вот это. Турция обеспечит, он тоже безопасность Израиля. Да, конечно, блин, вот пипец. Я не говорю, Эрдоган, это Демреле, не говорю. Вот это Турция обязан... Турция после себя побеспокоит. Бекежан, хорошо, что таких евреев, обязан как ты, единицы. обеспечить Израиль. Вот так система вот так идет. После Иран. А вот кто-то говорит, Турция будет. Нет, никогда не будет. После Иран, это следующая очередь, это Белоруссия будет. Белоруссия. Беларусь? А вот это Белоруссия будет параллель. Турция уничтожит изнутри Миср, Египет будет. Вот так сделает. Египет. Как это Турция, как обеспечил безопасность Израиль, вот это Сирию изнутри уничтожил, как он свой радикали отправил внутри Сирии. Вот так тоже так сделает параллельно, когда война идет. Это белорусам война идет. Скоро. Может быть, ты про Украину И говоришь? внутри параллель Турция сделает внутри и уничтожит вот это Египет. Потому что после этого Ирана очень опасная угроза вот это Египет. Вот это не забывайте. А вот это там очень большой держава будет. Это после... Сейчас это Египет не будет держава уже. Вот это держава будет, Эфиопия будет. Скоро будет контролировать вот это Эфиопия будет. А вот это Египет маленький, как Муаммар Каддафи они уйдет. Вот это смотрите скоро. Вот это очень скоро будет все это. Вот так система. А Эрдоган, он уйдет, второй придет. А он настоящий турк, он настоящий. Вот это араб, он нет, он не пойдет, он шариат. Он настоящий, вот это, как светское государство сделает. Ататурк, как Ататурк будет. Вот так будет. Это ты говоришь, но уже не слышно. Израиль, Что ли? мощная держава будет Израиль. Давай, Стелла, говори, я не слышал. Шумно. Мировой порядок идет. Мировой порядок придет. Вот это где-то остров есть, Персидский заливе, Хурмуз. Вот это мощная база строит, американский база будет, он очень вообще цифровой будет. Там это солдаты, вот это робот будет, вот это отсюда контроль будет, жесткий контроль. Безопасность сделает он, обеспечит Америка. Американский база будет он, чистый. Вот там арабы, никто не будет там. Только американский база будет. Очень мощный. Вот это Зенгазур, там есть дорога, где идет. Вот это всех он контролирует. Мировой порядок так будет скоро. Ну, я, в принципе, живу в Дании, здесь в этом мировом порядке.
все цифровое. Уже несколько лет я бумажных денег не видел, даже не знаю, как они выглядят вообще, даже ни монет, ничего. У нас здесь все электронное, мы, электронно, короче, распоряжаемся. Это удобно, это хорошо. Даже когда я жил в Германии, там, например, была все бюрократия, да, и всегда надо было отчитываться за все. А здесь у нас все видно. Доходы, сколько что уходит, там технология стала сильнее по безопасности. Вот я в Дании это вижу, кстати, технологически, да. Ну, конечно, Китая никто не превосходит, да. Китай это еще лучше, да, в качестве безопасности, да. Там еще лучше и круче, кстати. Но в будущем это будет везде, да. Так что, надеюсь, все-таки благодаря цифровой технологии, да, которая придет в мире, в новом порядке, войны остановятся. Войны остановятся, которые вот любая страна, которая захочет выпендриваться там, помахать кулаками, его сразу же отправят в каменный век, если он не слушается, да, если какая-то идеология, кто бы ни был, да, ему помогут попасть в каменный век, да, просто используя, новую технологию. Просто людей, вот я заметил, вот люди вот с диктаторскими накладками, да, вот такими вот, люди вот реально диктаторы, они используют пропаганду там, и, типа это самые электронные деньги, это плохо, электроника, это все плохо, развитие плохо, давайте вернемся старые, там, будем там в лаптях ходить и все такое, да. Они это делают, они пропагандируют намеренно с подачи правительства этих диктаторских, они делают, чтобы, люди остались, неразвитыми, чтобы они не были свободными. Вот для этого и пропагандируется все это. Ничего опасного такого тут нету. Я тоже когда-то, вот, когда жил в этом вакууме, верил, что действительно вот это новый современный мир, чуть ли не захватит все. Наоборот, безопасно, удобно жить, кстати. Все нормально. Если ты, например, люди будут говорить, а если у тебя денег не будет? Государство ведь поможет. У нас и так здесь помогало, и приехавшие, и всем. Как бы нормально живем, никаких проблем нет, в мире живем. Хотя есть, опять же, вот эта идеология, которая уже задолбала всех вокруг, да. Именно они не успокаиваются. И с этим уже скоро временем справиться будет легко. Благодаря вот современной технологии. Вот это, они говорите, вот это мусульмане, вот арабы, вот это наш священник, армия будет, священник придет. Вот это они сам себе думают про... Кто-то вышел, один шейх, ох, он, махти говорит. Вот это священная армия, вот это знаете, кто он? Про этого думали? Смотри, брат, я вот что скажу. Любую святость побеждает пустой холодильник. И этому доказательство вот этих всех верующих, которые, отрекаясь от своей святости, решили наполнить свой холодильник. Говорите, это все понты. Нет, вот эта священная армия есть, он есть уже. Но как они не думают, это мусульмане сам себе думаете про... Нет, вот эта армия царь. Израиль это. Вот это тебе говорю. Вот это уже пришел, вот эта армия. Вот эта армия, это царь. 100% говорю. Вот это священный, они уммат говорите, вот это уммат Израиль. В принципе, ты прав. Да. В принципе, да. Для мусульман, если бы они
внимательно читали бы свой Коран, то поняли бы, что святое для них это Израиль и еврейский народ. Но я же говорю, когда читаю я Коран и читаю там про неверующих, то я нахожу, как всегда, обычно самих же мусульман. Не хотят они быть мусульманами настоящими. Опять же говорю, понты не понты, но всегда пустой холодильник побеждает. Это было, это будет всегда. Так что, когда народ уже не может выдержать, да, всего этого, в итоге, конечно, все-таки начинает бунтовать, вилы хватать там, все вот это начинается. Это араби сами не понимаете. Коран, что вот это, что мир, что они сами не знаете. Они как говорить, джахилия, они сами джахилия. Ну, научатся потихоньку, потихоньку научатся, придут в себя, да. Потому что приходит, ведь, понимает, Они люди осознают, что были неправильно. сердце закрыты, сердце, знаешь. Вот это Бог им не дал дар, вот это. Потому что они нацисты, очень нацисты и очень хитрые. Я почему говорю Как же, говорится, Бог дает, Бог и забирает, понимаешь ли? да, вот это почему я говорю. Я 20 лет жил, я хотел сделать, но я не сделал. Но это Биньямин Натаньяху, господин, он сделает вот это. Вот это пришел. Вот это знать надо все. А если Да, этого говоришь, они говорят, вот это человек сумасшедший. да, Я не ребята, сумасшедший, сами я, они я, я, сумасшедшие. да, с геополитикой поговорил уже, нравственное воспитание тоже провел, чуть-чуть свою вот это самую терапию тоже чуть-чуть смог провести, которые к нам залетают, да, достаточно поговорил уже о политике тоже, да. Так что вам всем спокойной ночи, берегите себя, всем людям хорошим и нехорошим желаю мирного неба и жить в мире и согласии. И быть хорошими, те, кто не являются хорошими. Давайте, ребята, берегите себя, спокойной вам ночи. Давай, спокойной ночи. Стелла, ты поняла, да? Я что говорил? Стелла. Вот это надо понимать. Ты здесь или другое место? Да, я здесь, просто чуть занята, Бекиджан. Да, вот это. Уже пришел священный, эта армия. Вот это царь, вот это Израиль уже. Умма, говорите умма, вот это умма Израиль. Они не понимают, только сердце закрыто у них. Не хочет знать правду. Они закроют свой вот это уши. Когда правда говоришь, они закроют свой уши. Даже вот это такие вещи написаны в книге. Вендет, если ты не тут, может, закроешь эфир, потому что уже как-то все Давай. расходятся. Ну, Ам Исраил Хай. Давайте. Спасибо, Бекиджану. Спокойной Да, ночи. Тан. Спокойной ночи. Давай. Так, я на выход. Вендетта, по-моему, уснул. Семя Аллаху лиман хамда. Аллах Акбар. Ребят, приходите. Я вечерний намаз сейчас отправил. Я просто вас слушал, я просто далеко был от телефона. Просто все разошлись как-то, знаешь, и... Ну, аккуратно, намаз-то делать пошли. Вечерний. Сейчас придут, иншаллах. Стелла, спасибо, что пришли. Разошлись. Благодарю вас. Может, попозже зайду к вам. Хорошо, наши двери для евреев, наши братья всегда открыты. Алхамдулилля.
Балбеша маса. Пист Погорелого театра. Так, завис ты нахуй, знаешь, он. Нашел душу Сарга. Машолу пист была. Дел Маршал, бюстик хаху. Это короткие обращения, я даже наук царета. Тройные гаммы, я сейчас, это сагатте все. Ishtal, I can idea the belt I shall well all Miller she can rig. Да, тяжко. Каждый раз ждать то, что виндет ногам вот садишь канал. Эфир хотел это тему. Але читаах дол халсавал сати мюш осте итре тему хитсло. يخلق تدحضر قيديش تعب نقوي ومصر ما تقول تعشو يشو يختو يشولا تعب مدي تسوب تغش ايه دي تسوب ناقن تغش تعالى مغربة شو ترقل سوا سمو يوغا اتغي اتين خيس لقا يقدرش تقوى شو تاقا يوغشو شو اخشا Суном, ну, бачиш, бо ще канал діло чуше, саліло, шкуше, ду. Просто сан дукан уже, масайт буха, сан муксувати шокча. Нага озгвил, давгет соқива руацу, руацу, йога кусевич соқива меттик бача, сисаг сингахтам балдел, сеқоман йога, хочу окса. Ești să ne interesează. В общем, сақич қом нах цербез борш қоча юлх шул нухаме гедош сақочич я явно гуш савист хляк бяуз гама цани гуш цагуш масахули масайт модератор хилч қоча авист хляк سأساتنا سابردش خوفو حاجتيش يلا إدواش تسلوش حد دعوي والسر شيء تتساس وماشتا بس دي سنتي وياز خلا مجي ماشتا سنين تايب ساتين خلا مكسيجر ويند إن بيلغل ويند تيجر بس بيخ بوخشم صبو بعدك ديش Штибляем молча чай, арчиканал, его славящик. Что это так صورت صورت واسع صلاة إيغاد صلاة تنسية يوسع ألشي كنا حيال ألشان ميلو تسمى ألو مدات إشتا مامي تيوقس إشتا تعالشخنا سونيستلوش إيسقيت سواخص بورشنا يتوقيت على ميكروفون عكرقاش في الدايول سأخصح تال شو جحاوش دين جد دوي تعيش نورمال ناي قام يلدش ساعتين يوقف تيستن صدقيت شو уже садится молодой саят штельчный бел уже микрофон свободный саулши хозяин давал хул шейну био лиши уже ши высказаться дальше бал больше что гало лиши результат ши ну результат по ходу ши бехкан ши отработать дальше
ayıkıştırsa. Şimdi şey geldi, şey balık veriyor, sadak veriyor, şey o kadar veriyor. Tabii ite kanal, tabii modelik hacıları. İşte тенденции есть, наблюдать, что раньше и это цауш, масайт за личку я зу другие носу просто вой включается. Не я бочер, ол что и хинахилас, и арадаться. И личку я изучил, там на личность не ходить, целая. Если становится истинно, как становится, да и стал истинности, хаос, постараюсь исправиться. И что дошло на все хочу, а если как хотели, Dispara. как Esto es старшего, amor, esto es amor. как Eso, старшего son просто Армении. лилуца, son просто лилуца, а им что там, пока тренируюсь. Son тренированы часто некоторые. Я не видел там. Юга у вас вообще мягкий бог, в принципе, вообще. Маршал. Делался физически, то режим выполняет. Ничего, знаешь, parmaktan sarayım. O yüzden yaşamda yaptık. Maşallah. Şu atlarım sayı boş yaşlar. Savaş geçiyor işte. İnşallah. Sağ iyi lokma. Sayına sürdüğü gibi şimdi. Valla يطلع وش صاح عاد كايش صوينا صوينا جهادك في لوكاس انترنت شو بدك ولا تسوي شو بدي احبسه جوال بوكسينر كشليش и Айланд лохо что злэрса лупака Вендетта сразу подчеркнут, лично ему на претензия, тем более Леха является. В общем, как канала смотрящую, что происходит, что остается так, ощущение отзывки, модератор, что это канал, и в момент, قيش قوم بلا وينو قاسش وين تفيد عقل قام شو كان ويفوق بيش ويسع يقلق ну, шей разбор, что часами, сосечь каждый день, и несколько личностей уже цанги дождь сакачич, кучая ногчич, вообще шейки дола площадки у солнца. Иногда структур хочу лечу. Воуша чуть-чуть, воуша чуть-чуть на царь, я не хочу, на без хочу, воуша чуть-чуть. باش باليش لكن فوق كبيش جينر حق أودلس دوش ما داس دلا اشتغل بيستغل هم دوش خنا يا ما سيتو زبع زعاي تنيستلش اشتغل سيتواسية اشتغل صوت وتقصود قيتر خروف تقيته بالبخ بعد Ja, nichts no Haboy. No Дочь бацат я гажи бош так да цел постоянно еще гушил загаз хаю или жукчен ялкшот душ карс бахот это жукти хомдис и моё така жукти хомон сагез бабу жукти баца кертра ячмеш жукти баца даиш лаюл шумшуй унед жахл ши нечести унед халола тагвати бош сон цахез нагасан цер дуч хази хабал би
так божавац у нас царик шура дерьмо я чувар арбуцинг олак так зала. Любой чарга басам. Иште хабо газ яц ихулук жин ялгш оч. Ишт выглядит даш махули. Просто я не район школа. Хорш мабац вообще арбусол шибош сам деня болча комолча мабацош. Вообще хлебаре алратина. إيش شيء دين شو إدي لرشلش بقى نيا دين ديت يحيى ده вообще دعوش بيش بوش. Здравствуйте. Здравствуй. Вы знаете, да, русский язык? Я просто только чеченский Да, знаю. и вам не хворать, конечно. Мне вот интересно, знаете что? Говорите. Ну, просто я чеченский не знаю. Интересно было у вас эти прямые эфиры насчет оскорбления, так скажем, поносить ислам. И Нет, кто такой нехороший? поносить. Кто поносил ислам? Скажите, кто этот нехороший? Не, при чем тут хороший, нехороший? Просто я замечал 2 раза то, что вы тут что-то рассказывали и так далее. Может, я ошибаюсь, вот поэтому спрашиваю. Кто не поносит? Это не мы поносим Хадисы ислам. читают. А кто поносит? Чеченский не понимаешь, не говоришь, как ты понимаешь, что здесь ислам поносит? С чего ты взял? Не, ну вы же и по-русскому говорите ж иногда просто. Понятно, да, я чеченский не понимаю. Я же не говорю за этот разговор, то, что вы разговаривали. Нет? Или я ошибаюсь, может. Это ошибаешься. Здесь Ты ислам не ошибаешься. поносит. Да, ислам здесь не поносит. Я понял тогда. Извиняюсь, если я ошибся. Там поносить нечего. Там сам понос в самом исламе полностью. А, Что да? там поносить? Да. Что ты хочешь там поносить? Ты уверен? 100%. Ты что хочешь в исламе сказать хуже, чем то, что там есть? Что ты там хочешь придумать? Не паникуй, не паникуй. Алло, Я паникерша не тут ты. Я тебе вопрос задал. Что там Вообще можно еще? Какое дерьмо туда можно накинуть? Не, Кроме дерьмо, того, что там есть. послушай, дерьмо это ты, хорошо? Дерьмо это ты, русский Иван Пидор, который сюда пришел пидорастическую идеологию защищать. Иди нахрен. Иди своим русским стирай ислам. Не, отвитай, да, там. Камел, да и так, что ты так, дай поговорить. Дай развернуть красивый ислам, да, мы тебе же позволяем, не проблема. Не обижайся. Я ты не Расскажи нам оскорбляю, красивый. На личность не Не-не-не. переходи только, на личность не переходи. Не, я это не перехожу, он же первый начал. Мужик, к тебе же Ну, лично, он-то- на твою личность, ничего не говорил. Смотри, можно я объясню тебе? Как вас зовут, я не знаю. Когда он оскорбляет Алло, мою религию. я тебе сказал, что в исламе дерьма достаточно. Я про тебя ничего не говорю. А ты сказал, что я дерьмо. Теперь я тебе говорю, что ты, если пришел это защищать, ты русское дерьмо. Как и русский Иван, который внедряет родства, как и вот ихуаны. Вы все фашистские ублюдки. Ты русским так говоришь, тем, кто русским, который нахрен ислам посылает, ты говоришь ему, что он дерьмо. Хрена с два, блядь. Тебя сами ФСБ на бутылку посадят, если так скажут. Ты меня понял? Ты Пидор, закончил? ты меня понял? Вот и все, это есть твое Тогда тут воспитание. нормально, свое хлеборезкое, бля, нормально тут Твое разговаривай. воспитание? Тебе дома так воспитывают? Воспитания в исламе нету, ни хрена Ты воспитания. уверен? Именно Да, воспитание нету в только исламе. в В исламе ни хрена нету. Есть- Ни хрена. есть только Человеческого там. ни Там хрена только- нету в исламе. Во что ты веришь? Давай так, во что ты веришь? В свое язычество Я верю в просто? Ленина. Я верю в Нет, ты Ленина. свое язычество, давай Пророк про тебя сказал, говори. тела Не, давай пророков. про Я тебя свое язычество, верю, понимаешь. что Ленин Хочешь? пророк. Нет, Хлеборезку хочешь? закрыл, сейчас я тебе скажу. Ленин единственный настоящий пророк. Пророк Мухаммед в кавычках сказал,
Тела пророков не гниют, так Аллах захотел. Теперь мне покажи, кроме Ленина, одного пророка. Давай. Смотрите, ребята, я вам еще раз объясню. Вот вы троем хотите узнать, почему я его оскорбил. Во-первых, он оскорбил не то, что меня, он оскорбил то, что мне в первую очередь стоит. Блядь, русских, А этот человек, русских мусульман ничего оскорбили. не важно, Да кроме ваш как Путин себя. сказал, что Аллаха раком поставит, если захочет. А что ты Путину не идешь? Путин сказал, что раком поставит Аллаха, если нужно. Показывай сейчас же, или ты балабол, показывай. Где он это говорит. Ваш Путин сказал, что если Так нужно покажи будет, и это Аллаха сейчас, раком хватит ветер поставит. таскать, Алло, покажи. алло. Ты что, С вашим Путиным разберитесь. Хармата С пересмотрел? Путиным, иди с Ты не Путиным слышишь меня, что ли? разберись. Алло, Давайте мы иди с прочитаем его Путиным, скажи языческое что-нибудь. убеждение. На Хотите, я бутылке прочитаю? сядешь, на швабру. Швабру Хотите? будешь шлифовать. Хотите, я вам покажу его языческое учение? Или вам не надо? Алло, ты что, язычный? Расскажи нам, ты язычник, во что ты веришь? Я тебе сейчас расскажу язычество. Дырку Аллаха, которую вы лежите, камень. Вот в Кабе есть камень языческий. Его называли Аллахом, и вы лежите дырку Аллаха. Вот вы, арабские язычники. Зашел мне сюда, русский долбоящер Иван, защищать арабское это дерьмо. Иди русских в ислам заводи, мудак. Buto kulturno viskri skruti целое тайс, а те динду се мандре, хадис дервачи хаздин дач. Садуити тай хаздин чека. Динду мандре. Это турболет есть, да, буря, песочная буря, типа ласка, как бы русскоговорящий. Buto, hizba, subastan чужим бич, деш, магалер. Хаздин дач. Наговаривайте, бог. Мешайте, наговаривай, да умада сега. Мадер хадеш. Дилчан. Не, главное, ногчу мот цахит, а мосом хуш мои эшпшит, как всегда. إذا غلق دا مش قرآن شو غلق دا لغات شو ديتسال شو دين شو غلق ديتسال شو مجرد обычно олштук غلق يلسمن دا يلسمن شو عادي عنده أولي هو نوع غلق دو يتسال شو عادي يشتك دائما نو سيرة تنسوا حاجة حديث شاتنا ميتي هو غلق مش ميتك باتك صراحة Арбошня язык предъявил. Есть много стадий, да, вот стадии есть предела. А мы лезешь, да ладно, один хуй шел аж. Вот я сам бил бы, цену матум заговорить гасам. Иногда смерти христианство теперь переписать на жизнь. Умей без себя, цену ершум. Чудо, ишли, мы видишь. О, что дыга подходить, я что? شهادة داليشان لامز ديشاني زك داليشاني بوحيتا كلا جيت ماركتا تشاني حيوه ويرش ملو اسمتي حرس الله تشاني بيلا هو بوخ دق بتصدق يش شو بوخ شو دي المدري وين ولي ليش حرس الله عطشي نيوانشر بطرق يلوخ مسك سقوش يدنياغن ديقراوش إشتا دوش وقعادة ترهين سم كرديك ديقنا ناغن ديقري وانا ميل بباغن بيختنا
Он говорит, Оршрати, ловишь. Это дехты. Это tādu paemaru atsoher, в кавычках, шарлатан гребаный. Цо, вельтек, тептер, все. На ойленду цун дика, вот там нахоч, да, цель. Тоже бизнес, и наш бахаш. Мы сделаем за вашего подохшего хаджбош, представьте. Ах, да, это просто бесплатно, все, да? Это. И я сделаю хадж за вашего подохшего. Короче, наркоман, ела, кошмар, запутан, дала, делек, бошал, короче, хадж дох, короче, хуюца, не статья, Сон тогда, не это, ах, чахажи, неле, ну, ах, сон ты, хаж, де. И тогда, воксы, лелин, ты, хаж, де, воксы, цех, больше, что, ибн Анас, лелин, ол, швартхо, Записать на это Бога, записать на это. Да, записывай. Лелин. Шпаргалка, это шпаргалка, сразу паста. Welcome, Что, хауч баля, вот das wird schon Warschau, Welchitz, Warschau, Lipitwürst, Schadamaseito, so mehr der 8 schon Budget hier. Az dakana. Ленур, Черемшина, да, с Ленина, думаю, Ленур Бошел, вот татарский театр. Это Ленина, смотри. Мажду. Деля Мажа, Бишко. Такой вот вопрос. Не помните хадис, где пророк Мухаммед искал чистые камни? Есть такой хадис, вот не помню номер, сборник. Не помните такой хадис, где вот он искал, чтобы был чистый камень? Ну, чтобы 3 камня было. Не, он сам не искал. Он сам не искал, у него был каменоносец. Абу Хурейра, Это помню, вот, да, то что. да, Абу Хурейра, он искал, приносил, подали своего платья, камни таскал ему. Это номер, если надо, Виндета учил, я там эти номера с баням запоминать, мозги забивать. Ну, этот хадис про 3 камня-то помню, да, то, что есть. А вот еще хадис есть, где, это еще давно помню, на эфире кто-то говорил, то, что есть такой хадис, где он, ну, сам пророк искал вот эти камни, чтобы их было 3. Там какой-то был грязный, он посмотрел, он грязный, не брал его, потом другой посмотрел, тоже он грязный, и вот так вот искал. Кости и навоз, чтобы не приносили, сухой навоз и кости. Вот это, еда, как шайтана, еда джинов, как да, там-то. Да, джинов, да, еда. еда джинов. У тебя телеграм есть? Если у тебя телеграм есть, радио Маша, зайдешь там, канал. Там у нас постоянно специалисты сидят, которые там по номерам все знают. ДД там зовут, он вообще специалист хороший. Номера тебе в любой момент подскажет. Но сегодня он целый день был здесь. Ну так, в целом номера-то знают некоторые, а вот именно вот этот хадис не помню, где вот именно и искал он камень. Нет, это вот Виндета, просто занятый, может быть. Дождешься, когда работает он.
Он знает тоже хорошо, он тебе подскажет и номера, и сразу без книжки перевода тебе это сразу переводить будет. Ну, я знаю, да, я помню. Да, он делал. Дуки, он дексайой. Он махариш. Номера Здесь, счастья. знаешь, по номерам согласен. Как искать, вот можешь подсказать ему там и уверен, мусульман, LinkedIn канал, уверен, там туда заходишь, там ищешь, забиваешь это слова там. Ислам линкеры, да. Ислам линк, по-моему, да. Канал, да, Ислам Линк там пишешь, находишь там, и там туда эти слова пишешь, 3 камня там, найдешь там эти номера, там не один же хадис, там несколько хадисов есть. Перевод он тебе выдаст сразу. Ну вот есть такой хадис Сунана Насаи 42-й. Передают там со слов Алясуда о том, что он со слов своего отца рассказывал, о том, что слышал, как Абдуллах ибн Масуд говорил: «Однажды пророк отправился справить нужду и велел мне принести 3 камня. Я нашел 2 и начал искать 3, но не нашел, и поэтому взял сухой помет, с чем пришел к пророку. Он взял 2 камня и отбросил помет и сказал: это мерзость, рикс. Абдурахман ан-Насай сказал: рикс – это еда джиннов». Вот такой вот есть, нашел. Вот этот белый такой доктор, который розу дарит, любит, который розу дарит. Помните, вы видели у него какой-то ролик, он в пустыне где-то Доктор Хамед, да. Да, с одним братом своим идет, там рассказывает, что такое про ислам, в своей стране где-то. И кусок там нагнулся, что-то взял. Да, кусок навоза там взял и еще там в руках его так между Смотрите, какое пальцев. чистое животное. Да. И какая польза, какая она полезная, много пользы, там про нее рассказывать, типа, люди джахили, типа, не знают, там, вот, короче, заблудшие вообще издеваются, а на самом деле сколько тут пользы, и туда-сюда, такой пургу гнал. Верблюжий навоз, по-моему, был. Да, верблюжьи какашки он открывал, прям говорил: вот смотри, какое чистое животное. Этот фильм, помните, такой, этот советский, революционный такой, старый, какую-то деревню к этим к крестьянам с НКВД, там одна женщина и сопровождение приходят там,
и агитацию делают, типа, чтобы они все свои труды, там, животные, ну, свои средства на пропитание, где они трудятся, пашут как рабы, чтобы день прожить. И все, что это отдали во благо там Отечества или там какого-то, ну, коммунизм тогда. И там она типа говорит там Бога, вообще там про Бога что-то говорит, там вообще забудьте Бога, тут такая тема. И один такой шапку снимает, там можно вопрос задать. Там, все там замерзли, замолчали, давайте, слушаю вас, там это бабок. Этот чувак, короче, говорит, типа лошадь делает вот это лошадиное, как называется? Почему лошадь делает Кругляшки или что там было, а это корова лепешки делает. Да, корова лепешки, баран эти кругляшки и лошадь типа ажа голову на асума. Может, помет Ренессанс? Нет, помет. Ну, в общем, не суть, не важно сейчас. Ну, вот лошадь вот так, ну, они три животные, и они трое делают одно и то же, только на выходе. Пробачка Магно. Пробачка Магно, кино это. На выходе они все разные, да, но процесс одинаковый у троих. И этот спрашивает, почему вот эта лошадь делает так, барашка делает так, там корова так делает так. И она так задумывается и не находит ответа, типа, не можешь, типа, ответить. И этот говорит, типа, как ты можешь тут нам про Бога рассуждать, если ты даже в этом какашка не разбираешься? И все эти там засмеялись, эти крестьяне. Мне часто, вот, когда здесь когда-то разборки начинаются, я сразу этот фильм вспоминаю. Когда залетают, вопросы задают, там, индивидуально кому-то расскажи про своего Бога, там, как ты его веришь, там, как ты его представляешь, кто твой Бог.